Так, ну что ж, уважаемые коллеги, дорогие наши учащиеся, сегодня у нас будут проходить мастер-классы ведущего педагога нашей республики, дамбиста, гитариста, преподавателя детской школы города Мирный, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, заслуженного работника культуры Мирнинского района, Осуховской Нелли Викторовны. Мне очень приятно присутствовать в вашей великолепной школе. Я второй раз здесь и второй раз восхищаюсь, и только самые лучшие и добрые слова вашему руководству, которое создал такие замечательные условия для воспитания подрастающего поколения, для осуществления всех программ, которые сейчас у нас существуют, предпрофессиональные и общеразвивающие. То есть у вас, дети, созданы все условия, только учитесь, учитесь, трудитесь. У вас работают замечательные педагоги, все для вас. Ну а теперь давайте начнем. Да, начнем Кто с первого класса. Первый, кто смелый? Да. Минибаева Милана приглашается у нас. Это у нас первый класс. Данечка, правда, забыла, но тебе ничего. Милана у нас будет играть до победителя состояния, да? Не бойся меня, садись. А этот пульт можно убрать, пока есть? Давай я тебя вот так вот разверну. Миланочка, встань, моя зайка. Давай я тебя вот так чуть-чуть так разверну, чтобы мы друг друга видели с тобой. Ты видишь меня? Туда не смотри, на меня смотри. Хорошо? Милана, улыбнись. Ты такая красивая. За таким красивым инструментом. Это же русский народный инструмент, правда же? Инструмент для нашей души. Ну давай. Ты сколько лет уже учишься? Первый класс. Она приподними думочку. Микрофон. То есть полгода получается, да? Полгода. Нравится инструмент? Нравится? Давай, что ты нам сыграешь сегодня? Давай, моя зайка. Вот и береза стояла. Давай. Играешь. У тебя ручки свободные? Свободные? Нигде ничего не зажимается. Легко играть? Но умница, я тебе хочу сказать, что у тебя хорошая правая ручка. Настолько хорошая, что вот прямо поставлена настолько правильно, что тебе действительно ей очень легко играть. То есть движения у тебя легкие и свободные. А теперь давай поиграй мне, пожалуйста, просто ударчики вниз. Просто по открытой струне, поиграй удары вниз правой рукой. Не нажимай левой рукой, ничего не надо. Просто на правую ручку смотри. Сколько рук, красиво сядь. Давай. Нет, хорошо. Давай просто удары вниз. И посчитаем давай с тобой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. А теперь давай сосредоточим свое внимание на руке. Хорошо? Ты же не там играешь, правда же? У тебя же рука не там играет. Где у нас рука? Вот здесь. Давай глазками сюда смотрим. Давай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот ту пьесу, которую ты играла, размер этой пьесы, ты знаешь какой? Не знаешь, какой размер? Ну, а ты 4 четверти, а ты можешь сначала сыграть и посчитать? Не можешь? Можешь? А
какими там деятельностями идет у тебя пьеса, помнишь? Какие деятельности? Половину? Ну давай, посчитай. Вот начало буквально посчитай. Нет, чуть-чуть вот так наклонись к стулу, тебе легче будет играть. У тебя так красивая такая ручка правая. Смотри на ручку, хорошо? Давай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодец. То же самое без меня сыграй. И попробуй посчитать громко прямо вслух. Давай. Громче, громче, не стесняйся. Молодец. Послушай, как ты считаешь. Раз, два, три. Как кошечка. Ну-ка, давай смело. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Нотка. Нет, у тебя нотка. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Миланочка, смотри на правую ручку. Еще разочек. Давай. Да, крепко, крепко и громко посчитай, чтобы мы все услышали. Давай, с самого начала. Громко считай. Громче, громче. Четко. Стоп. Вот эту нотку проговори на раз-два. Громко. Раз-два. Раз-два. Три, четыре. Раз-два. Три. Молодец. Еще разочек. Все хорошо, только у тебя, видишь, ритмическая часть маленечко хромает. Давай еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два. На ручки смотри. Четыре. Не отвлекай свое внимание. Раз, два. Нет. Раз, два, три, четыре. Ты же сказала половинная нотка, правда же? Насколько считается половинная нотка у нас? На два счета. То есть это нота си у тебя на раз-два, да? Давай еще раз, будь внимательна. Пошли. Смело пошли. Раз, громко считай. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодец. Раз, два, три, четыре. Молодец. Ну и дальше продолжать пока не будем. Что я хочу тебе сказать по этому поводу? По поводу правой руки я тебе уже сказала, что ты молодец. Маленечко вот так дом ручку держи. Правильно, ровненько. Значит, у меня замечание к левой руке. Смотри, Милана. Смотри. Мы сейчас с тобой поделаем вот такое упражнение. Плечики расслабь. Плечики расслабь. Вот такое упражнение называется «Поймай гриф». Держи правой рукой, вот здесь держи инструмент, чтобы он у тебя не падал, хорошо? Здесь держим. Ты смотри, на мою левую ручку смотри, на мою левую руку. Смелее смотри. Опустим ручку, поднимем. Опустим, поднимем. Захватываем гриф. Гриф попробуй. Попробуй вот такое упражнение. А теперь смотри на свою левую руку. Вот делай смелее, смелее. Давай. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Все, остановилась. Смотри на левую ручку. Вот уже ты привыкла вот так, смотри, вот обнимать гриф левой рукой не надо. У тебя вот здесь должно быть от ладошечки до грифа вот такое расстояние. И большой пальчик всегда должен быть напротив первого, второго. Вот запомни золотое правило. Напротив первого, второго. И рука у тебя встает абсолютно правильное положение. То есть у тебя запястье никуда, ни вот сюда не выгибается, ни в другую сторону не выгибается. Оно у тебя ровное. Вот это очень-очень важно. Давай мы с тобой поиграем сейчас такое упражнение. Я, допустим, своим первоклассникам сразу даю вот такое упражнение. Давай мы с тобой поиграем, посмотри. А ты знаешь вообще ноты на грифе какие? Знаешь? Вот посмотри на мою левую руку. Сможешь назвать те ноты, которые я играю? В принципе, это все нотки, которые сейчас играла в «Оба березы», да? То есть они у тебя все вот здесь вот то, что я сейчас сыграла. Сможешь
назвать ноты? Вот это какая нота? Молодец, это диез. Ага. Это смелее. И молодец. Вот давай с тобой сыграем. Называть будем ноточки и смотрим на левую ручку. Только я тебе сейчас сыграла вниз-вверх, а ты попробуй просто ударом вниз поиграть. Смотри сюда. Ля, си, до. Вот такими смелыми ударами и называть будем ноточки. Хорошо? Давай. И на левую ручку смотрим. Мила. На левую. Давай, смело. Ля, си, до, диез, ре, ми. Все, остановились. Теперь смотри. Ты видела когда-нибудь краба? Ездила на море? Ты никогда не была на море? Ездила, видела? Не видела никогда краба, они вот такие клешни в разные стороны. И у тебя, посмотри, как у краба в разные стороны пальцы. А пальцы у нас все должны стоять на струне. Они должны быть организованы на струне. Сюда, смотри сюда. Когда доходишь четвертым пальчиком до ноты, у тебя пальцы в такое положение, как у краба, клешни, распускаются в разные стороны. А ты их возьми, все соедини, чтобы они у тебя все встали на струне. Хорошо? Попробуем? Давай. Только надо смотреть на левую руку. Хорошо. Давай. Пошли, на левую ручку смотрим и смело. Ля, си, молодец. До, ре. И тяни пальчик. Тяни, тяни, тяни. Нет. Мы говорим о том, что пальцы стояли на струне. Пусть они даже не будут на тех ладах, да, но их маленечко вот сюда сдвигну, они должны у тебя на струне стоять. Тяжело четвертый палец сюда тянуть, да? Давай тогда вот сюда на ре диез поставим, да? Вот, а эти пальчики все соединить. Угу. Еще раз сыграй. Ля, си, до, диез, ре. Молодец. Ре, диез. А этот палец у нас напротив первого, второго. Вот видишь, какая у тебя красивая, правильная ручка. И обратно играем. Ре, диез, ре, бека, до, диез, си, ля. Молодец. Сама без меня попробуй. На левую ручку смотри. Контролируй каждый палец. Ну, с нотки ля открытая. Да. Ля сначала. Ля открытая, ля открытая. Ля. Си, смелее. До, диез, ре. Ре, диез. И обратно. Ре, бека. До, диез. И на нотку си. Ля. А ты забыла правило большого пальца? Где должен быть пальчик? Напротив. Смотри на моих знаков. Он у меня не здесь. Посмотри, когда вот в таком положении палец, и кисть уходит вот сюда, запястье. Представляешь, какое положение, как неудобно руке. А ты его вот так разверни, и посмотри, как удобно ручки. Смотри сюда. Все. И ручки будут очень удобны. Угу. Давай, попробуй еще разочек. Ля, смело. Си. Бросочки делай смелые. Ре. Большой пальчик. Правило большого пальца. Молодец. Ре, диез. И обратно. Все пальчики стоят. До, диез. Си. Ля. Хорошо. А теперь попробуй сыграть все то же самое вниз-вверх. Правая ручка у нас движение делает, да? Направление удара вниз-вверх. Пошли. Ля, си, до, диез, ре. Ре, диез. Ре, до, диез. Си, ля. Молодец. Так, какие упражнения ты с Екатериной Сергеевной играешь в классе? Играете какие-нибудь упражнения? Покажи мне, пожалуйста, какие упражнения. Ну, в принципе, те же самые, да? То, что я тебе показала, правильно? По одному удару, по два удара играете? По два удара играете? По два удара играете? Да, по два удара. То есть, смотри, будем играть мы так. Ля-ля. На одну нотку два удара, потом си-си. Смелым звуком попробуй, рассердись на меня и смелым звуком сыграть. Только организуй пальцы, чтобы они у тебя не поднимались вверх. Давай.
ладика у нас расползлись, в кучку собери их. Молодец. А сейчас я тебе покажу упражнение, которое называется гусеничка. Никогда не слышала о таком упражнении? Нет? Давай мы с тобой попробуем поиграть вот это упражнение. Ну, давай со струнными попробуем. Посмотрим, как у тебя будут пальцы работать с первого лада. Смотри сначала. Поставь пальчик сначала на первый лад. А теперь на меня посмотри. Смотри на меня. Мы начинаем с тобой играть по ладам, по каждому ладу, по полутонам. А вообще давай мы с тобой просто вниз поиграем сначала. Теперь с третьего лада. Посмотри, у меня пальцы как организованы. Идут друг за другом. Давай попробуем. Давай. Все хорошо у тебя, только тебе нужно маленечко поработать над пальчиками левой руки. Потому что пальчики как-то у тебя в разнобой идут. Давай. Смело давай. Смело, смело. Чем смелее ты будешь играть, тем быстрее ты пальчики научишь правильное движение делать. Давай. Смело пошли. Теперь со следующего лада пододвигаем. Помни о том, что золотое правило напротив первого, второго пошли. Поднимаем пальцы, умница, умница. Все хорошо. Теперь с третьего лада первый палец пошел. С четвертого лада. Молодец. Молодец, умница. Дошли до нотки. Вот смотри, у тебя, видишь, эта кнопочка. И теперь то же самое у нас пальцы. Теперь не с первого пальца, а с четвертого. Смотри. Смотри сюда, мой хорошо. С четвертого. Вот четвертый палец. И пошли ножки у гусенички обратно. Давай попробуем. Здесь уже более сложное упражнение, обратное движение идет. Пошли. Не спеши, не спеши, не говори. Сначала быстро и не поднимай, сначала приготовь все пальчики. Молодец. Молодец. Со следующего. Приготовила сначала. Все 4 поставила на 4 лада. Только потом пошли у нас пальчики. Нет. Прежде чем четвертый палец играет, все 4 выстроились, не спешим. Чем медленнее играем, тем быстрее мы научим правильно играть пальцы. Пошли. Молодец. Даже смотришь уже на пальчики. Сосредоточена свое внимание. Умница. Молодец. Дальше. Не пытайся играть ровнее, как ручеек. Поставила пальцы, приготовь каждый на свое место. Запомнила это упражнение? Вот это упражнение, моя хорошая, можно играть. Не можно, а нужно играть. Смотри сюда на мою левую руку. На каждой струне. Когда научишься играть ударом вниз, то же самое попробуй поиграть ударом вверх. Знаешь для чего? Для того, чтобы выровнять звук, который у тебя идет ударом вниз и ударом вверх. Вот давай мы с тобой вот просто поиграем по открытой струне, по струне ля. Ля, смотри сюда. Удар вниз и вверх. Послушай меня. Меня послушай сначала. А теперь сделай то же самое сама. Как ты думаешь, удар вверх или удар вниз у тебя громче идет? Совершенно верно. А вот тебе нужно сделать так, чтобы у тебя удар и вниз, и вверх были одинаковые. И вот для этого мы с тобой сейчас поиграем просто, буквально вот с 2-3 ладов, только ударом вверх.
ушками слушай. Каждое движение ты должна слушать ушками и сопровождать свои движения, слушая ушами правой рукой. Хорошо? Давай попробуем. Ударом вверх. Можно даже вот с этого лада начать. Давай. И ушки слушают. Каждое движение. Нет, только вверх. Дай дозвучать каждой нотке. Молодец. Теперь со следующего лада. Ушками слушай. Следующий лад пошел. Более продолжительные нотки. Милан, смотри. Более продолжительные ноты делай. Смотри. Слышишь, какие ноты длинные? А ты играешь и тут же заглушаешь правой рукой. Дай дозвучать в струне. Каждая нота, каждое движение должно у тебя через уши исходить. Ну, давай попробуем. Со следующего лада давай. Да. Так что тебе важно будет дома сделать? Смотри. Значит, будешь играть. О чем мы здесь говорили? Что очень важно здесь тебе сделать? Что? Громче говори. Посчитать правильно, правда же? То есть ты не досчитываешь нотку. Раз, два, три, четыре. Насколько это можно досчитать? До двух. А чтобы правильно просчитать, ты должна громко говорить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Громко, всегда громко считай, хорошо? Чтобы ты сама слышала свой счет. Вот это что касается вот этой пьески у тебя. Теперь упражнение для организации пальцев в левой руке. Какое мы с тобой играли? Ну, покажи. Нет, гусеничка потом. А вот это, которое вы с Екатериной Сергеевной играете, да? Вот это ля, си, до, диез. Если четвертый палец не тянет, то на ре пикар сюда ставим. Хорошо? А что мы в этом упражнении? Задача какая у нас стоит? Молодец. А еще золотое правило большого пальца какое? Молодец, умница. И здесь ни в коем случае ладошечкой не прикасайся к грифу. Хорошо? Вот. Вторая задача у тебя упражнение. И третья это гусеничка, да? Посмотри. А ты видела вообще когда-нибудь, как гусеничка ползает? Видела? Видела, какие у нее маленькие ножки? Видела? Они вот так вот не поднимаются, ведь ноги, правда, у нее? Они так друг за другом и побежали, правда же? То есть у тебя пальчики в левой руке на грифе должны именно так движение делать. Посмотри на левую руку. Не надо их поднимать и не надо их убирать никуда. То есть все пальцы должны быть организованы. Организация пальцев. Поняла, да? И вверх, и вниз у тебя. Ну вот это твое задание. Ты молодец, у тебя все хорошо получается. Только когда играешь, думай головой и думай, что ты должна делать. Выполняй задачу ту, которую ты перед собой ставишь. Хорошо? Вот поставила перед собой задачу, или педагог тебе поставил задачу, именно добивайся выполнения этой задачи. Хорошо? Все, молодец, беги. Не буду тебя больше мучить. Следующий первый класс у нас Андреева Наяна. Тоже обучается полгода, но она немножко постарше. Там с пультом, да? А я поделаю. Подставочка есть. Как тебя зовут? Так, призовую, да, наверное, будешь? А у вас есть дети с якутскими именами, Мирна? Да, конечно. Есть также, да? Да. Есть. И Аяна, и Сарданы, и Аины. Все есть. Я же еще в Аралахе работаю. Да. У Сандала Леонидовича. Да. Там все есть, весь набор. Так, моя зайка. Ты у меня тоже первый класс, да? То есть полгода учишься. Удобно как бы ручку держать? Удобно?
ножка так. Смотри, мы сейчас такое упражнение с тобой сделаем. То есть я вижу уже сразу, правильно с тобой, Домночку пока. Смотри, вот ты сидишь, да? А теперь возьми и встань просто. Просто встань. Все, теперь села. Не надо ноги убирать, села. Еще раз встань. Зачем ты носочек левой ножки поднимаешь? Садись, садись. А зачем носочек-то поднимаешь? Зачем? Ножку поставь хорошо. Обе ноги должны хорошо, плотно стоять. Одна на подставочке, другая на полу. Вот, молодец. Не поднимай никогда носочек. Ну, давай сыграем, потом тебе кое-что расскажу, ладно? Давай, Яночка, что ты мне сыграешь? Идите сюда поближе. Да. Тебе видно? Или ты наизусть знаешь? Наизусть? Ну, давай. Такую длинную по объему, да, пьеску смогла выучить, молодец. А что ты еще играешь, кроме плясовой? Смотрю, как у наших поворот у тебя, да, есть игра вот уже, да? Так. Скажи мне, пожалуйста, Яна, а ты все вот эти пьесы, которые играешь, они все у тебя идут направлением удара вниз? Нет, вот смотрю, упражнение идет у тебя, да? Да, удар вниз, вверх. То есть вы пока все играете ударом вниз, да? А какую пьесу ты не можешь сыграть, чтобы я увидела твое направление удара вниз-вверх? Скажи мне что-нибудь. Так, Степа, сможешь сыграть? Что? Нет? Может, Сыграй может. упражнение. Упражнение сыграю? Да, вниз-вверх. Все можно уже достаточно. Можно замечание, да? Значит, смотрите, что я первое увидела. А Яна у нас играет, держа инструмент руками. Ни один музыкант, в принципе, руками инструмент не должен держать. То есть я всегда привожу пример. Рояль же не держит руками, правда же? Руки любого музыканта должны играть. Значит, мы должны, когда приходит ученик в первый класс, мы должны показать правильную посадку и показать, как правильно должен держать инструмент ученик. Значит, у нас существуют две основные точки опоры. Это точка, вот смотри, моя хорошая, я сейчас буду тебе давить на ножку, хорошо? Позволишь мне? Чувствуешь, куда это влияет? Чувствуешь? Домрочку куда давит? Куда? Покажи. Ну, покажи, куда. Так, сюда, на ножку, да? Вот она точка. То есть сюда. Вот я не просто так тебя попросила подняться, чтобы ты встала, а потом села, чтобы у тебя опора была вот здесь вот. То есть перво-наперво это ты должна чувствовать землю. Правда же? Пол. То есть встала, никаких вот этих движений нога, как у тебя на носочке, левая ножка быть не должна, ни правая, ни левая. То есть на пол уперлась, здесь точка первая опора, ну, скажем так, уже, наверное, вторая, потому что первая опора, точка опоры это у тебя пол, вторая точка опоры это у тебя здесь. И
третья, ну, точка опоры, моя хорошая, вот здесь вот. Грудь маленечко опирается у тебя на инструмент. И у тебя сразу инструмент становится в правильное положение. Гриф инструмента всегда старайся держать, вот твое плечико старайся держать на уровне головки инструмента. Не надо, вот она у тебя и так вот, ты только взяла, у тебя домра вот в каком-то в таком положении, он буквально стоит. Очень важно вот эти моменты, как ты держишь инструмент, они потом сказываются на том, как ты будешь в дальнейшем играть. Если у тебя не будет свободы в руках, да, в твоем теле, вот сидишь за инструментом, никогда хорошо, вот как бы ни было это печально слушать, играть мы не будем. Потому что все-таки руки у нас должны быть свободные, они должны у нас выполнять определенную функцию. На любом инструменте, на каком бы ты ни играла, да, руки у нас играют, они не держат. А у тебя уже ручки зажаты. Я это говорю, потому что вот это действительно складывается вот это все, дальнейшая твоя игра как музыканта, да, учеба как музыканта. У меня тоже многие ученики, я тоже со многими учениками борюсь. Но если ученик понимает, о чем я говорю, у него дальнейшая судьба, конечно, как музыканта складывается прекрасно, он достигает хороших результатов. Если ученик вот будет лишь бы извлекать нотки, он также и будет сидеть весь скованный, у тебя уже правая рука скована, потому что ты держишь инструмент руками. То есть, чтобы добиться хорошо, очень хорошо играть, правда же? Вот, чтобы добиться хорошего результата, конечно, вот услышь меня, точка опоры здесь, ни в коем случае ноги не поднимаем, точка опоры здесь и точка опоры здесь, вот. А руки у нас играют свободненько. Ты молодец, ты такой текст выучила большой. Давай мы с тобой расслабим ручку. Давай мы с тобой просто попробуем, не будем сейчас плясовую играть, мы с тобой просто попробуем поиграть вот такие упражнения. Запомнила точки опоры? Ага. Оперлись, так, молодец, умница. Так, теперь смотри. Ну, давай опять пример возьмем, да, такой, который мы на слуху и визуально можем представить. Фортепиано, да? Понимаешь же, да, клавиатуру фортепиано, да? Вот когда пианист играет, у него звук извлекают сколько рук? 2. А как ты думаешь, у нас звукоизвлечение сколько рук играет? Звук извлекает сколько рук? Вот на данном этапе вот, ты начала только заниматься. Посмотри на свои ручки. Но вот если мы сейчас вот эту руку уберем, а это будем движение делать левой, мы услышим что-нибудь? А теперь мы это уберем, а это будем движение делать. Да, уши наши слышат, значит, рука звукоизвлечения какая? Правая. В отличие от других инструментов, у нас на данном этапе первично правая рука, рука звукоизвлечения. А что такое рука звукоизвлечения? Это то, что слышат наши уши, правильно? То, что слышишь ты, то, что слышу я, то, что слышат твои родители и все окружающие. Рука звукоизвлечения правая. И вот очень важно, когда правая рука поставлена правильно. Давай я тебе покажу, как можно сделать, чтобы тебе облегчить дальнейшую задачу продвижения как музыканта. Да? Значит, смотри, вот у нас первая фаланга пальца. Вот первая, вторая, третья. Вот на эту первую фалангу мы вот так ложим медиатор и большой пальчик. Вот смотри, я своим ученикам всегда объясняю. Знаешь, вот такие очень, ну, доступные в объяснении слова. Смотри, горочка, дырочка. Видишь, кругленькая дырочка, горочка, дырочка. И вот этот вот эту фигурку, горочка, дырочка, ты должна постоянно держать. Совершенно верно. Вот даже сейчас ты попробовала сделать то, что делаю я, и я уже вижу, какая у тебя расслабленная рука. Давай попробуем с тобой поиграть. Удары вниз вверх. Да. Просто удары вниз вверх. Молодец, молодец. Молодец. Я тебе как раз хотела сказать, медиатор ложится при ударе вниз на соседнюю струну, потом поднимаем его, да? Хотя у многих методика, я не знаю, как, может быть, Екатерина Сергеевна по-другому говорит, у многих методика еще такая.
горочка. Никогда вот такой уточкой не вытягивай пальцы. То есть всегда вот эта горочка. Будет горочка в большом пальчике, и всегда будет дырочка вот у тебя между указательным и большим пальчиком. Давай еще раз поиграем. Вниз, пошли вниз. Вверх. Свободненько, свободно. При ударе вниз сложи медиатор. Хорошо, молодец. Продолжай без меня и слушай ручками. Точечку опоры, точечку. Расслабь ручку, расслабь. Ты же в левой руке ничего не нажимаешь. Расслабь ручку. Свободненько сделай. Не дергай вверх, не дергай, свободненько. Молодец, молодец. Получается все. Погладь струну, как киска лапкой. Погладь ее, погладь. И также вверх, погладь ее. Молодец. Не надо напрягать. Почувствуй свободу. Умница, умница. Молодец. Прекрасно, прекрасно. Продолжай. Молодец. Расслабь, руку расслабь. Так, теперь по струне не попробуй сыграть. То же самое. Более активную ручку нет. Ты уже напрягаешь руку, особенно при ударе вверх. Вот смотри, когда ты играешь, вниз, да, движение делаешь, у тебя работают мышцы, да? Работают мышцы, и тут же расслабила. Положила медиатор, и тут же ручку расслабь. Опять у тебя, посмотри, палец уже вытянулся, видишь? Ну-ка его сразу подбери вот так. Раз. Вот. Между прочим, это тоже хорошее упражнение, когда просто пальцы, если ушел пальцы, вот просто не помогая левой рукой, просто движение делать пальцами. Медиатор поправлять, да? То есть раз, поправила, убрала его, поправила. Угу. Давай, вниз вверх, пошли. Легкое движение, точки опоры, моя зайка, давай. Легко-легко, прям погладим струну. И удари вниз, ложи на струну ля. Дай полежать медиатору, дай отдохнуть руке. Находи вот эти миллисекундочки, чтобы ручка расслабилась у тебя. Молодец. Прекрасно все получается. И чувствуй свободу. Все, свобода не здесь, а вот здесь вот у тебя. Вот. Свобода руки вот здесь в голове. Молодец, молодец. Абсолютно легкая рука. Молодец. А теперь по струне попробуй то же самое делать. Старайся левой рукой не поправлять. Тут же помни про точки опоры. Навались буквально маленько на инструмент, на ножку. Вот. Играй, играй, играй. Молодец. Вот такое упражнение дома поиграй. Хорошо? Вот это что касается твоей правой ручки. Ну-ка давай мы с тобой теперь перейдем к плясовой. Начни мне с самого начала. Вот это что такое? Предложение. То есть вот талига это означает предложение, правильно? А вот когда предложение мы, допустим, я с тобой разговариваю, предложение сказала, я сделала точку и что сделала? Взяла дыхание. Правильно? Сказала, взяла дыхание. Вот давай мы с тобой первое предложение сыграем, посмотрим, насколько нам дыхания хватит. Давай. Нет, моя зайка, давай-ка мы с тобой правильно сделаем. Горочка, дырочка, кругленькая ручка, рука расслабленная. У каждой руки своя задача. Здесь легко, а здесь мы с тобой прожимаем пальчики. Дай-ка я тебе мозольки посмотрю. Ну, есть мозольки, молодец. Много дома занимаешься? Ну-ка. Признайся. Каждый день занимаешься? Нет? Времени нет. Да?
себя, хорошо? Все-таки каждодневные занятия дадут тебе хороший результат. Ну давай. И посчитай тоже. Умеешь считать? Какие здесь длительности у тебя? Давай. Хорошо. Сыграли предложение. А в этом предложении у нас две фразы. А что такое фраза, знаешь? А что такое? Маленькая мысль, правда же? Маленькая мысль, которая складывается в единое предложение. Две фразочки. А теперь давай мы с тобой... А вот это что такое, кстати? Ну, для чего это нарисовано здесь? Акцент. Знаешь, что такое акцент? Это подчеркивание нотки, резкое подчеркивание вот этой ноточки. Теперь смотри сюда. Мы с тобой сейчас 8-е ноты сыграем ударами вниз-вверх. Не просто вниз, а вниз-вверх. В медленном темпе, не спеша. И посчитаем, хорошо? Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Раз, и. Уже горочки нет, зайка. И. Раз, и, два, и. А сама теперь то же самое сделай. Смотри на правую руку. Левая рука у тебя все знает, что играть. Ты на правую ручку посмотри. Вниз-вверх. Давай. И посчитай. Пошли. Горочку сделай. У тебя звук будет более четкий. Давай. Считай. Считай, ротик открываем. Раз. Нет, ротик открываем, считай. Раз. И. Два. И. Раз. И. Два. И говорим, да, дальше. Раз. И. Два. И. Раз. И. Два. И. Молодец. Еще раз. Давай, молодец, хорошо. Пошире, посмелее правой рукой работай. Пошли. Считай, считай. Раз, два, и дальше раз, дальше то же самое. Раз, и два, и. Да, пальчик вытягивается у нас. Наверное, точки опоры у нас нету, да? Опять съехала все. Поставь точку. Возьми где-то, возьми вот так. Сборочку сделай. Раз, и два. И только обязательно надо считать. Ты в классе считаешь, когда играешь? Считаешь преподаватель? Ну давай, смело. Давай дальше. Пошли. Вторая цифра у тебя пошла. Пошли. Вторая цифра, второе предложение. Громко. Раз, и два, и. Раз, и. Про горочку не забываем. Два, и. Раз, и. Два, и. Горочка. Раз. Раз. Не спеши, не спеши. Посмотри. Вот у тебя эти два пальчика, они сцепиться должны. Вот так. Раз. Вот смотри, держи крепко. А я сейчас начну медиатор выдергивать у тебя. Держи крепко этими пальчиками. Молодец. Вот. Только здесь все расслабь. У тебя сила вот здесь, в кончиках пальчиков должна быть. Расслабь руку, расслабь. Только два пальца держишь хорошо. Ну, давай второе предложение играем. Соль, соль, ми, ми, фа, фа, ре, ре. Не спеши, медленно пошли. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Вместе со мной считай, я умею считать, давай. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Ну, что я тебе посоветую, вот именно в этой плясовой. Ты,
пожалуйста, дома, когда будешь играть, в быстром темпе никогда не играй, хорошо? Научись сначала правильно играть в медленном темпе, следи за правой рукой, хорошо? Только потом, когда у тебя будет уже все идеально получаться, тогда прибавляй темп и играть начинай чуть быстрее, хорошо? В принципе, ты молодец. Вот запомни про свои точки опоры. Значит, первая точка опоры у тебя пол, ага. Вторая точка опоры у тебя ножка, и третья точка опоры это грудь. Ну и вот здесь вот у тебя, в принципе, неплохо все. Большой палец, горочка. И здесь у нас что? Дырочка, кругленькая горочка и дырочка. Что еще хотела тебе сказать по поводу левой руки? Ну, в левой руке чуть получше, чем вот у первой ученицы, да, у тебя. Но опять же, вот это не организация пальцев. То есть надо играть больше упражнений. Вот на эту ты видела сейчас мы с Миланой? Милана же, да, первая с Миланой играли. Видела сейчас упражнения, какие мы играли? Видела? Сможешь хоть одну сыграть? Попробуй. Сюда смотри. Ну попробуй. Не видела? Давай мы с тобой вот эту гусеничку сыграем. Давай. С какого? С любого лада. Можешь с любого начать. Со второго? Ну давай. Поехали. Организовываем пальцы. Здесь у тебя хороший пальчик, вот этот большой. То есть он у тебя не уходит, как у Миланы, в другую сторону. Давай, вниз вверх. Поехали. Так, стоп. Помнишь, я говорила, вот с Миланой, когда работала, что мы делаем? Пальцы не поднимаем вверх. Дошла до четвертого пальца, и все пальцы у тебя организованы на струне. Потом раз, передвинула первый палец, опять пошли пальцы, как ножки у гусенички. Давай. Молодец. Второй, следующий. Более активную руку правую делай. Правая рука у тебя какая-то такая вот... Движения мелкие-мелкие, пошире движения делай. Давай дальше. Не стесняйся правой рукой, работай. Работай, звук извлекай смело. Дырочка, корочка. Широкое движение, правая рука. Каждая рука, у каждой руки своя задача. Смотрим мы на правую и на левую руку. Смотрим на это хорошо. Пальчики сверху ставь. Никогда их фалангой не прогинай в другую сторону. Вот палец сверху. Сверху, сверху, сверху. Чем медленнее делаешь, тем правильнее у тебя получается. Молодец, молодец, все хорошо. Не прогибай. Видишь, палец прогнулся, значит, поправь его лучше. Да. Дальше. Большой палец напротив первого, второго. Дальше. Ну и допустим. И обратно то же самое. Пошли от четвертого теперь четвертый, третий, второй, первый. Опять четвертый, третий, второй, первый. А нет, эти все пальцы встали. Пошли. Получается. Широкое движение, правая рука делает. Ничего страшного, дальше. Мне кажется, ты опять у меня руками играешь. Точечку опоры найди. Наклонись сюда. Расслабь руку. Дальше. Широкое движение, правая рука. Широкая. Смело играй. Ну и доходишь до сюда. И то же самое, смотри, то же самое делаешь на струне ля, с любого лада, ну желательно с первого лада, чтобы у тебя уже танцы. Первый лад, кстати, самый трудный лад для нас, ледомлистов, да, ведь? Ну, попробуй нажать вот сюда, насколько тяжело прожимают пальчики, да, и как
сильно нужно прожать его, чтобы появился звук. И болевые ощущения более сильные на первом ладу, правда же? И более слабые уже в следующий лад, правда же? Но ты старайся все-таки преодолевать вот эти трудности, да, и начинай с первого лада, с первого лада. То же самое делаешь на второй струне, то же самое делаешь на первой струне, только очень внимательно. Значит, какие замечания у тебя по пальчикам? Не прогибай никогда фалангу в другую сторону, палец должен стоять сверху. Вот. Знаешь, как я ученикам говорю, нет, не буду тебе такого говорить, вдруг испугаю. Всегда, вот видишь, горочка, видишь, как правильно пальцы? У тебя идеально пальцы красиво становятся, молодец. Вот этот большой палец тоже не забывай, хорошо? И тоже все должно быть свободненько. Помнишь, я тебе сказала, напротив головка, напротив плеча. Хорошо? Высоко гриф никогда не поднимай. И опять же, еще раз повторю, точка опоры первая, точка опоры вторая, точка опоры третья. Да, здесь горочка, и здесь дырочка. И здесь по плясовой дома в быстром темпе не играй. Я думаю, тебе Екатерина Сергеевна то же самое говорит, да? Всем хочется поиграть быстро, никогда не играй быстро. Научись сначала играть медленно, правильно, хорошо? Твоя задача дома вниз-вверх 8-е ноты, 4-е нотки вниз. Просто вниз. А скажите, пожалуйста, вы на тремоло когда начинаете ребятишек учить играть? Потихоньку начинаем. Вот. У кого получается удар вниз-вверх, Ага. мы уже начинаем с первого класса. Ты пробовала уже тремоло играть? Ну-ка попробуй по открытой струне сыграть. Слабь ее тоже погладь. Нежненько, свободненько, вот прямо, вот нежно-нежно, вот так, вот так. Вот, молодец, молодец, молодец. Молодец. Давай, продолжай. Не зажимайся. Чем больше у тебя будет зажата правая рука, тем хуже будет получаться. Какой есть инструмент? Листочек высоко. Наверное, да. Молодец, молодец. Не напрягай, главное. Вот, молодец, продолжай. Умница, молодец. И хорошая очень рука. Она у тебя чуть-чуть зажата, но, в принципе, тремоло это физическое такое, да, физический прием, когда все равно нужно применять вот эти вот работу мышц. А теперь давай буквально еще 2 минутки тебе. Давай мы попробуем с тобой первое предложение сыграть. Четвертные ноты мы будем играть, вот эти 2 нотки на тремоло, а восьмушки мы будем с тобой играть ударом вниз-вверх. Попробуем? Вот посмотри, как у тебя получится. Только будем открывать ротик и считать громко. Смотри. Раз, и, два, и, раз, и тремоло. Два. Почему у тебя режем здесь? Два, открытая, два. Опять к инструменту наклонись. Я уже вижу, что ты уже играешь руками и держишь инструмент. Два. И дальше. Раз. И два. И раз. И ну, вторую фразочку. Соль, ми. Пошли отсюда. Раз. Не поднимай пальчики. Организуй инструмент. Поставь. Раз, и два, раз, и тремоло легко, два, ты молодец, умница, и тремоло получается, и все. Если у тебя получается, то старайся в этой пьеске, вот к следующему уроку, Екатерине Сергеевне принеси в медленном темпе направление удара вниз-вверх 8-е нотки и четвертные ноты на 3, на 2. Хорошо? Хорошо? Только не напрягай руку. Тремолирующие ноты должны звучать легко, чтобы ты не уставала на них. И вот тут у тебя, еще раз давай скажем, что вот это такое у нас? Акценты. Да? Смотри, вот эти колю. Там. Там. Есть разница? Вот мы с тобой тремоло сыграли сейчас. Та-та-та-та-та.
теперь я тебе третье предложение, где у тебя идут акценты. Та, 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 конечно. То есть вот эти вот галочки как раз обозначают, что ты должна уколоть маленечко ноточку, хорошо? Когда будешь дома работать. Запомнила? Ну вот у меня ручки, к сожалению, нет направления удара. Вы как пишете направление удара? По-старому? По-новому? А как по-новому? А по-новому сейчас наоборот. Я вообще, конечно... П, да? Да, да. Но я тоже по-старому. Вниз галочка, вверх галочка, да. А тремоло просто полосочка, да? Над ноточкой, знаешь, да? Угу. Запомнила? Ну все, ты умница. И следи за инструментом, чтобы у тебя гриф не было в таком положении. Ага. Он не должен стоять, ладно? Все, моя хорошая, умница. Давайте дальше. Викторовна, вот Демьян Дмитриевич просит мальчика, Давайте. чтобы он не устал. Давайте. Так, вот это у нас Терентьев Ярослав, 2 класс. 8-летний срок обучения. Что ты вздыхаешь? Ярослав. У тебя такое имя красивое, такой парень красивый. За гитарой-то как сидим. Ох, как красиво, правда же? Ну давай, Ярослав, что ты мне сегодня исполнишь? Я сыграю, Чем ты меня сегодня порадуешь? я сыграю вальс и прелюдию мимолет. Что? Да. Это 2 класс у вас, да? Ну, давайте послушаем. Ну давай сразу прелюдию, а потом мы поговорим о вальсе.
класса ты большой молодец. Хорошо играешь, ты прям второй год только занимаешься, да? Первый. Первый даже? Как вы сказали, второй год. Даже битва. А второй? Второй год? Второй год? Молодец. Сколько тебе лет? Ну, молодец, умничка. Много дома занимаешься? Ну, я практически каждый день играю. Ну, вот видишь, сразу как дети. Вот смотрите, практически каждый день занимается Ярослав. И сразу видим результат. Ну, прямо молодец, умница. Так, теперь у меня вопрос по поводу инструмента. Это твой инструмент? Ну, это Это старый школьный. папин. А дома ты на каком инструменте занимаешься? Ну, у нас так-то две гитары, но я иногда на этой, иногда на другой. А другая лучше гитара или это лучше? Ну, по-моему, к этой я гитаре больше привык. Там просто это, ширина грифа меньше, а тут больше. Ну, вообще, вот для таких детей, конечно, надо сразу рекомендовать покупать хорошие инструменты. Ну, сейчас мой папа заказал нам электрогитару. Чему тебе электрогитара нужна? Ты же занимаешься на классической гитаре, тебе нужен хороший классический инструмент. Не, ну у нас так две гитары, я к той еще привыкаю. Ну, я имею в виду, что тебе нужна хорошая классическая гитара, Ярослав. И ты молодец вообще, вот, ты мне очень понравился. Вы все, конечно, молодцы, но вы, Ярослав, сразу видно, человек занимается каждый день, и результат, вот он, пожалуйста, налицо. Давай мы с тобой поговорим про вальс. Начни, пожалуйста, еще разочек с самого начала. Уже хорошо, что ты во втором классе играешь достаточно свободно баре. Это самый сложный, да, инструмент у нас у гитаристов. Ну, пока у тебя так просто, допустим, легкое баре, то есть пятый лад. Теперь скажи, пожалуйста, вот у тебя идет первый такт, то есть начало каждой фразы идет прием, как он называется? Вот, лига идет на 2/8 нотки. Техническая легато, да? Техническая легато. А ты играешь упражнения на техническое легато? Вообще, из чего складывается техническое легато, вот ты играешь? Ну, то есть ты один раз дергаешь струну, а потом... А второй звук за счет чего звучит? За то, что ты сильно пальцем нажимаешь. Совершенно верно. За счет силы пальцев. Правильно? Давай медленно сыграем только этот такт. Ну, а теперь... Нет, медленно. Теперь послушай себя. У тебя две одинаковые ноты по звуку идут. Вот смотри, как ты играешь. А нужно сыграть. Чтобы вторая нота у тебя была приближена по звуку первой ноты. То есть первую ноту ты извлекаешь за счет правой руки, а вторая нота у тебя звучит за счет силы левой руки пальца. То есть, чтобы у тебя был звук более крепкий. Но, во-первых, нужно упражнение на восходящее и нисходящее легато играть. Обязательно. Восходящее легато. Сейчас много вот этих вот методических пособий, где можно вот каждый палец тренировать. Но я, скажем так, тоже не гитаристка прямо вот такая же, как... Не гитаристка, потому что я заканчивала и училище, и институт как дамристка. То есть я, так же, как все остальные народники, переучивалась на гитару, 3 года училась у Зырянова Юрия Алексеевича, к сожалению, его уже нет с нами. Вот. И, конечно, той методики, которую он мне дал, ее достаточно, но оно же все развивается, все совершенствует. Кстати, вы знаете, что Юрий Петрович Кузин умер в Новосибирске, да? Знаете, да? Вот, кстати, завтра будет прощание в Новосибирском училище с ним. Очень жалко, очень хороший педагог, хороший гитарист, методист очень хороший. И вот, кстати, вот у него в сборниках методических
упражнения на техническое легато, восходящее и нисходящее легато. И опять же, с чего вот я начала, что я дамристка, но я понимаю сложность исполнения гитары, вообще самый, наверное, наиболее сложный инструмент. Понимаю вот эти вот мелочи, а они, наверное, даже не мелочи, которые идут вот в гитарном исполнении. Тоже барре, оно очень сложное. Или просто барре, допустим, сыграть, да? Или где-то там барре поставить, он уже, чтобы каждая нота прозвучала, прожать, выровнять руку. В техническом легато, вот техническое легато, у меня сейчас вот мальчики выпускаются 2, техническое легато. Мы работаем вот уже 2-й год над этим приемом, чтобы получалось, чтобы звучало, и, к сожалению, не всегда оно получается. И вот на таких вот маленьких пьесках, на таких мелких моментах, конечно, дети должны понимать, что каждая нота, она должна звучать не просто, да? Вот над этим нужно работать, то есть вот эти все ноты нужно отрабатывать ушами, естественно, работать должны пальцы. Упражнения на восходящее и нисходящее легато я просто вот советую вам поиграть. Чтобы... Оно и пальцы крепнут. Знаете, вот этот бросок какой пальцем. Как молотком выдавливаешь. Да? Теперь что еще вот мне по поводу... Это вот что касается вот этого технического легата, это восходящее. То есть если вверх идут нотки, это восходящее. Если вниз идут ноты, это у тебя, естественно, нисходящее легато. А теперь начни вот вторую часть. Еще раз, начни еще раз. Стоп. Вот. Первый такт. Смотри, что у тебя делает большой палец. И тут же его убираешь. Нет, 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 вот сюда на правую ручку рисовал. Сюда смотри. На правую мою, вот на правую. А ты его убираешь. Зачем ты скачешь пальчиком так? Старайся его вот. И пусть он здесь. Конечно, у тебя и вот эти руки за счет того, что будет опора здесь большого пальца, и эти пальцы, они будут более свободно играть у тебя. Смотри. На правую смотри, на правую. А ты и скачешь туда-сюда этим пальчиком. Я считаю, это тоже не очень правильно. Медленно давай. Поиграй только иногда. Вот, и уже вижу один момент. Значит, когда в 1 классе приходит ученик на урок, все идет с 1 класса. Все идет вот становление с того момента, когда мы даем инструмент и учим правильно работать пальцами, владеть инструментом правильно. Смотрите, позиция правой руки. Позиция. То есть вот он играет, арпеджио это. Если ученик приучен в позиции руку держать, он никогда не уберет пальцы сюда. А вот в процессе игры одного и второго произведения я увидела, что у него пальцы буквально даже вот на деке иногда, правда же? Да, ведь? То есть вот у вас позиция должна быть. 1, 2, 3 струна. И пальчики должны постоянно находиться здесь. Я извиняюсь, а можно вот подставочку? Можно я вот подставочку возьму? А, нет, вот есть, я сейчас возьму. Попробуй поставить пальчики в позицию. Вот даже вот знаете, вот когда вот он сел только, да, и вот смотрите, у него палец в голосник туда засунул палец. Смотри, вот хорошо. Вот ты такой молодец. Но с правой ручкой, конечно, нужно тебе поработать. Смотри, вот ты сел, и у тебя раз сразу рука туда. Зачем? Вот, любой гитарист садится. Вы, я понимаю, гитаристы, да? Вы гитаристы? А можно вас сюда вот? Вот сюда поближе. Если что-то какие-то... Вы преподаватели же, да? Да. Ну и студенты еще. А? Студенты. И студенты. Вы где учитесь? Практический институт? У Донского? Нет, у Грянкина преподавателя. Ага.
Ну, вот, если я что-то не так говорю, да, вы меня поправляйте. Я думаю, что вот эта методика начальная, она для всех, наверное, одинакова. Значит, смотри, поставь, пожалуйста, руку вот в позицию, правую позицию. Каждый палец стоит на своей, совершенно верно. Вот и все. И никогда не делай вот так. Понятно? То есть ты взял инструмент, вот вы берете инструмент, да, у вас рука в позиции, правильно? Правильно? Вот это неправильно то, что ты делаешь. И то же самое, когда ты играешь вот это арпеджио. Не надо никогда скакать пальцем. И смотри, вот ты отыграл это арпеджио, смотри. И если у тебя рука приучена, она сразу станет в позицию. Она не будет где-то здесь. Их не надо будет подбирать пальцы, возвращать на место. Они сразу найдут свое место. Поиграй только этот аккорд. Медленно. Нет, Ярослав. Поставь позицию руку. Все, и медленно пошли. И опять позицию поставила. Сразу раз позицию. 3 струны, позиция, вот у тебя. На 3 струны, вот. Отыграл та-та-та-та-тарам, та-та-та-та-тарам, та-та-та. Пальчики, попробуй. Не спеши, мой хороший, не надо быстро играть. Медленно давай, поставь пальцы. Поставь. Пошли. И сразу 3. И сразу 3. Медленно, давай, подожди, медленно, давай поиграем. 1, 2, 3, 4, раз, или 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Нет. Прежде чем играть пульгаром, прежде чем играть большим пальцем, ты должен поставить эти пальцы вот сюда, вот сюда. Давай не будем смотреть на левую руку, давай мы с тобой поиграем по открытым струнам. Да. Поставил. Вот, раз, сразу пальцы встали. Ну. Давай более мелодично, если будет у тебя пульгар играть по струне ми. Вот смотри, я тебе сейчас покажу упражнение. Я для первоклассников даю по открытым струнам. Задача сразу пальцы в позицию ставить. Пульгар по струне ля, пульгар по струне ми. Давай медленно. Пошли. 1, 2, 3. В позицию. 1, молодец. 2, 3. 1, 2, 3. В позицию. 1, 2. Молодец. Когда ребенок думает, у него на лице, это в глазах нарисовано, что он умеет, нет, уже неправильно. Не отвлекай свое сознание. Нет. Пока пальцы не поставлены в позицию, пульгар не играет. Понял, о чем я говорю, правда же? И дальше вот у тебя идет. Прямо вторую часть от нотки до пошли. Ага, больше не надо еще раз два такта эти сыграть. Стоп. Вот и опять же, та же самая песня у тебя получается. Смотри, как ты играешь. Правую. Мы про левую сейчас не говорим. И где-то там у тебя пальцы, а они должны в аккорде уже стоять. Ты на правую ручку смотри, Ярослав. Все хорошо, на правую руку. Внимательно. Вот, позиция. Да,
Дальше то же самое в позицию поставил. Да, хорошо. Еще раз давайте 4 такта. На правую ручку свою. Не спеши. Пошли. Позицию поставили, только потом пульгар играет. Да, молодец. Дальше пошли. Арпеджиато играете? Да? Арпеджиато? Ну, ради бога. Ну, давай еще раз. Вот, учти вот эти замечания, пожалуйста. Все хорошо. Только позиционно, чтобы у тебя правая рука играла правильно. Помоги своей руке правой, помоги пальцем. Давай. Позиция. Нет, прежде чем играет пульгар. Еще раз посмотри на правую руку. На правую, Ярослав, сюда. И прежде чем пульгар, эти пальцы сюда встали. И опять, прежде чем пульгар, эти пальцы встали. И опять, прежде чем пульгар, все пальчики встали на струну. У тебя вот эти пальцы, аннуляр и медио, они встают. У тебя с индики проблема. Он у тебя где-то вот здесь болтается. Организуй его сразу. Раз, все 3 пальца. Давай еще разочек. Медленно пошли. Не спеши, не спеши. 2, и 3, и встали. Раз. А считать кто будет? У тебя же это четверть. Давай посчитаем еще раз. Раз, и 2, и 3. И в позицию встали. Раз, и 2, и 3. И... Вот бич наших детей всех. Они не хотят считать. Правильно? Никто не хочет считать. Заставляйте считать вслух. Громко считать. И дома считать. И в классе считать. Понятно? Угу. Давай еще раз. Потому что ритм – это самое главное в музыке. Без ритма нет музыки, Ярослав. Если ты не будешь считать правильно, у тебя мелодия никогда правильно не получится. Пошли еще разочек. Раз, и 2, и 3, и раз, и 2, и 3, и раз, и 2, и организуй пальцы. Раз, и 2, это четверть. Раз, и нет, это четверть. На сколько считает четвертная нота? 8-я. Давай мы с тобой вот так прохлопаем и посчитаем. Пошли. Раз, и 2, и 3, и раз, и нет, это четвертная. Раз, и да нет, четверть у нас считается на раз, и раз, и нет, раз, и 2, и 3, и так нет. Еще разочек, давай. Раз, и 2, и 3, и раз, и 2, и 3, и опять такой же ритмический рисунок. Сюда, смотри, мы хорошо пошли. Раз, и 2, и 3, и раз, и 2, и 3, и раз, и 2, и 3, и раз, и 2. Почему? Это тоже 8-я нота у тебя. Давай сюда. Раз, восьмушки. Раз, и 2, и 3, и раз, и 2, и 3, и раз, и 2, и 3, и раз, и 2, и 3, и... Так, ладно, чуть позже про это. Вот с ритмом, конечно, проблемы. А ты знаешь размер какой здесь? Нет.
ты когда берешь произведение, вот когда берете произведение, вы анализ делаете произведения? Размер, длительность, прохлопа, тем более вот на 1-2 класс, если вот проблемы с ритмом, конечно. А? По ходу делаем. Ну вот если видите, это мое лично субъективное мнение и мое предложение для вас, если вы видите, что какие-то проблемы с ритмом, конечно, нужно прохлопывать, просчитывать, чтобы ребенок понимал ритмическую составляющую произведения, которое он играет. Ага. Что, вот видите, вот сейчас столкнусь. В принципе, играет-то он правильно, а грамотности у него нет. Он что запомнил, он играет, а грамотности у него нет. Если я сейчас вернусь к 1 классу, к пьескам, да, и скажу, а разбери вот эту пьесу, я вот, на 90% уверена, что он ритмически сыграет неправильно. Угу. Или нет? Не будем эксперименты проводить? Ну ладно. В принципе, ты молодец. В целом ты молодец. Я говорю, ты такие хорошие произведения для 2 класса играешь, и вот ритм у тебя должен быть правильный. Ты должен знать, что ты играешь. А какие длительности ты вообще знаешь? Какие у нас существуют? Хотя бы вот 4 самых основных длительности, с которыми мы работаем с 1-2 класс. Какие? Да, молодец. Да, молодец. Самая длинная какая ноточка у нас? Целая, наверное, да? Целая, потом какая идет нота? После целой. Половинная, да? Ровно пополам, если ее разделили целую нотку, половинка, целая нота, да? Считать, насколько каждую ноту ты не знаешь? Нет? Не знаешь? А вот это, пожалуйста. Ну, вы же по сольфеджио тоже это у вас должно в параллели идти. Сольфеджио же тоже проходите, правда? Вот это обязательно, это обрати внимание, хорошо? Чтобы у тебя твердо-твердо вот в голове осталось, насколько считается каждая нота. Посмотри, потому что у нас любое произведение открываем, у нас же нет одинаковых нот. Посмотри, они все абсолютно разные, правда, по длительности. Вот из этого складывается музыка. Не просто голые нотки, вот из этого складывается музыка. Так, и дома, когда будешь играть, вот здесь, да, поработай над техническим легато. Демьян Дмитриевич тебе покажет и восходящее легато, и нисходящее упражнение на техническое легато. Теперь смотри, позиция. Понял, что такое позиция? Для правой руки. Я сейчас говорю тебе про правую. Вот если техническое легато, это у тебя левая рука, то про позицию я говорю правая рука. Пальчики стоят ануляр, медиум, индики, каждый на своем месте. Пульгар у нас стоит тоже на струне. Если ты играешь, допустим, ну вот этот аккорд обыгрываешь. Посмотри на правую руку, на правую руку. Что делает пульгар? Лег, и пусть он здесь у тебя полежит. Не поднимай его. За счет того, что ты поднял палец, у тебя несколько напрягается правая рука. Да? Маленько тяжеловато играешь. Знаешь почему, Ярослав? Потому что все-таки аккорд тяжелый, да, растяжка большая, и тебе тяжело здесь пальчиком сыграть. Нет, нет, все ты правильно делаешь, все у тебя хорошо, правильно. Просто не напрягай. У каждой руки, вот если ты слышал, когда я с девочками занималась, у каждой руки своя задача. Здесь задача крепко прожать, а здесь задача легко сыграть. За счет чего идет? Вот скажи, пожалуйста, вот я тебя слышала 2 произведения, да? Ну, я особых ошибок вот в том, что я тебе сейчас задам, вопрос не увидела и не услышала. Вот за счет чего идет треск? Если у тебя нога устала, убери ножку, пока я тебе говорю. За счет чего идет треск, когда играем вот так? За счет чего идет вот этот треск? Ну как? Наоборот, не сильно, наверное, да? Если вот мы не прожимаем здесь, идет треск. Если прожатие более сильное, треска нет. А еще вот смотри сюда, Ярослав. Ну, опять же, на примере этого лада, смотри. Вот я нажимаю со всей силы. Теперь смотри, палец.
порожку палец ставить, тем меньше у тебя будет треска. Если трещит, значит чуть-чуть дальше палец уводи, у тебя уже никогда треска не будет. Хорошо, ну начни еще, здесь понятно тебе все, да? Значит, еще раз буквально. Техническое легато, восходящее, нисходящее играем упражнение. Дальше. Пульгар у нас отдых. В позицию. То есть позиция пальцев должна быть. И сразу раз в позицию, прежде чем кульки. Совершенно верно. Да. Если хотите, я могу дать, вот я, допустим, первому классу уже даю упражнения такие. На 4 ноты в левой руке, и разнообразие идет движение пальцев в правой руке. Пульгар, индики, медио, ануляр. Первое упражнение, обратное. Пульгар, ануляр, медио, индики. Дальше. Пульгар, медио, индики, ануляр. То есть, ну, вот эти разные комбинации пальцев в правой руке. Если хотите, я вам могу потом написать. В прошлый год он играл этюд такой. Что-то подобное, да? Это вот опять же для организации в правой руке позиционно пальчиков. Начни, пожалуйста, вот кусочек прелюдия мимолетности. Все достаточно. Еще хочу сказать, никогда не ложи голову на инструмент. Это, во-первых, некрасиво. Во-первых. Во-вторых, непрофессионально. Да? Красивый такой парень сидит за гитарой и лежит буквально. Вот так голову, смотри, голову положил и лежит. Голова. Всегда играй с выпрямленной спиной. Красиво, ровно сиди. Остановись. Здесь все хорошо. Теперь смотри. Вот такие моменты, вот допустим, вот в этом такте и вот в этом такте, когда ты играешь. Вы никогда еще не играли вибрато, не делали с ним? Не пытались? Пытались. Пытались? Движение небольшое. Сильно колебать не надо палец. Ну, то есть ты на верхах, да? Вот попробуй, вот буквально вот со второй доли вот этого такта, соль. Нет, нет. Пальцем как раз большим держать не надо. Расслабь здесь руку, посмотри. Смотри, Ярослав. 2-3 раза качнул и все. И струна сама зазвучит. Не надо так сильно. Расслабь руку. Сыграй. Нет, ты не локтем тряси. Все. Еще. Еще, подожди. Ну ты же третьим, вторым пальчиком играешь. Да, спокойнее, свободнее. Вот эти все длинные ноты, которые идут через открытую струну, допустим, да, они более продолжительные, если вибрато. Потихоньку учитесь вот эти вот верхние ноточки играть. Когда все выучим там. А? Когда все выучим, играть будем, там Ну, можно просто... С 12 раза вроде чуть-чуть получалось. Но она красивее, понимаете, вот окраску придает совершенно другую. Ну-ка, давай еще разочек. Пошли. Знаешь, что вот, давай я тебе в общем скажу. Что мне понравилось, как ты играешь, все правильно. Не понравилось то, что у тебя здесь динамики совершенно нет в этом произведении. Почему, когда ты отыграл вот эту прелюдию, я остановилась на том, что задала тебе вопрос, а на каком инструменте ты играешь.
То есть был бы у тебя хороший инструмент, этот инструмент, не сказать, что он хороший. Был бы он хороший инструмент, у тебя бы совершенно все по-другому звучало. Произведение бы абсолютно по-другому звучало. То есть вот тут не хватает динамики в этой пьесе. Нету динамических оттенков. Все идет ровно каким-то серым одинаковым звуком. Все-таки любое произведение нужно окрашивать. Вот я своим ученикам говорю, вот перед вами две картины. Одна серая картина, одна черно-белая картина, другая цветная картина. Вот когда ты смотришь, какую тебе картину интереснее смотреть? Одна черно-белая, другая цветная. Какую интереснее тебе смотреть картину? Конечно. Вот они оттенки, это твой цвет, который ты издаешь своими пальчиками. Наши уши вот слышат вот этот цвет. То есть ты должен окрашивать любое произведение, какое бы ты произведение ни играл. В любом произведении есть кульминация, самый подъем звука, да, самое такое насыщенное исполнение. То есть и вот это произведение, оно должно быть тоже очень красивое, оно действительно очень красивое. Оно очень красивое, это прелюдия звучит в дуэте, есть расписанный дуэт, по-моему, не помню как. Да, по-моему, Зубченко как раз. Зубченко есть, да, у него, по-моему, в дуэте оно есть. В следующий год они будут играть. Да? Ну вот. Потом что-то еще. Ну давай начни начало, давай, мы с тобой уже и так подзадержались. Давай. Все, спасибо. Последний момент. Значит, что обозначают вот эти полосочки над нотками? Вот пока ты не играешь вибрато, что вот обозначают эти полоски над нотками, знаешь? Илья Дмитриевич, я просто... Вот подойдите, пожалуйста. Вот это вот обозначение полосочек над нотками, что обозначает? Это апаянда. Это апаянда, да. То есть вот... Знаешь два приема, какие у нас основные? Тиранда, апаянда, знаешь? Нет? Забыл, может быть? Смотри, тиранда — это движение... Садите на упражнение ребенка и давайте вот эти вот моменты, которые основные. Тиранда — это движение... Смотри, у тебя уже рука вот здесь. Поставь позицию красивую, ручку поставь. Тиранда — это движение, как бы в ладошечку пальчиков собираем. А апаянда, смотри сюда, с опорой на соседнюю струну. Давай поиграем просто по первой струне. Удобнее больше всего. Апаянда. И вот как раз вот эти Ярослав ноты играются у тебя. Вот это тиранда, а вот это апаянда. Смотри на мою руку. А эти играются на тиранда. Нет, только вот это подчеркнутая нота. Вот это на апаянда, а вот это на тиранда у тебя играется. Вот один так только. Давай сыграем и все. И я тебя отпускаю. Давай. Апаянда. Тиранда. Тиранда. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Ты зачем сюда смотришь? Вот, правая. Дальше. Апаянда. Тиранда. Апаянда. Вот еще раз сыграем. Апаянда. Молодец. Апаянда, тиранда. Молодец. И все, по-другому зазвучало. Техническое легато. Ты его играешь, да? Это техническое легато восходящее. И вот посмотри, как рука у тебя. Все хорошо. Да нет, правая ручка, мой зайка. Вот правая ручка в позиции. Да, всегда в позиции рука. Даже здесь она у тебя.
пальцы стоят в позиции. Понятно? И то же самое у тебя в верхах. Видите, струны гитары. Тоже опоянно подчеркнутые ноты, не подчеркнутые. Ну ты молодец. Во. Все у тебя будет хорошо. Обрати внимание на позиционную игру, на постановку. Хорошо правой руки. Поиграй техническое легато восходящее, нисходящее. Укрепляй пальцы левой руки за счет вот этих молоточков. Понятно? Все, молодец, спасибо. Далее в нашей программе. Далее в нашей программе дамбристика. Дамбристика. Да. Потому что Артем пойдет и разыграется, да? Разыграйся. Хорошо? Да, конечно, надо поиграть. Гитару возьми. Там в классе есть. Ярослав, возьми, пожалуйста, ножки. Так, это у нас Захарова Настя, второй класс. Домой иду как? Жалко, да? Захарова Настя, второй класс. Настенька, сколько тебе лет? Нравится на инструменте на этом играть? Нравится, Бабочка? Выступаешь уже на концертах? На каком концерте последний играла? На академическом? Что получила? Молодец. А что играла? Как под лапкой? А, как под яблонько и что еще? А вы на академическом не разнохарактерные произведения играете, нет? Ну, разнохарактер. Ну, давайте. Вступление, да? Да. домрачка, смотри куда. Такое впечатление, как будто ты вот сюда ее развернула и вот здесь сбоку держишь. Как ты думаешь, где инструмент должен быть?
Еле такой, да, вот так вот. Раз. Смотри, чтобы вот он глазик, инструмент, он должен туда смотреть, глазик. Как твои глазки, вот туда смотрят. Не в бок сюда смотрите, как твои глазки. Ага. Смотри, вот ты так смело сыграла аккорды, так клево вообще. Смотри. Смело я к тому, что у тебя правая рука вцепляется. Правая рука так хорошо отыграла. А что же здесь-то у тебя такая несмелая рука? Ну-ка давай-ка поактивнее начнем от того места, где ты вот здесь вы играете, я как поняла, на тремоло, да? Вот с того места, где ты играешь ударами. Отсюда, да? Отсюда, да? Удар. Давай отсюда, назад, пошли. Ми, фа, соль, ля. Давай. Соль, да? Вторая строчка, пошли. Ну, вот так же смело правой рукой, как ты играла аккорды, вот так же правая рука смело. Ну, вот тоже к инструменту вот так наклонись. Еще раз очень пошли. Подожди, ты от соль играешь? Соль, соль, фа. Еще разочек давайте вместе пошли. Раз и два. Смело правая рука. Раз. Остановилась. А почему ты направлением удара играешь вниз-вниз? Вот это золотое правило любого тамриста. 8-я, 2 16 играются вниз, вниз, вверх. Никогда не играется вниз, 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 вниз. Если у тебя 8-е и еще и 16-е, 8-е мы будем играть, все правильно тебе педагог написал, вниз ударами, а 8-я и 2 16 вниз, вниз, вверх. Угу. Давай еще разочек. Правильное направление удара. Пошли. Раз, и два, и раз, и да. И еще разочек. А одна сыграй, пожалуйста, без концертмейстера. Прямо это так. Раз, и да, два, и раз, и да, два, и так. А теперь давай посмотрим тоже на большой палец. Поставим горочку. Слышала, я девчонкам говорила, да, про горочку? Расслабь, расслабь, расслабь. Точечки опоры, вот они. Ну-ка, сыграй прямо это так. Раз, и да, два, и... А еще смелее звуком пошли. Раз, и... Направление удара. И да, два, и... А теперь не на левую руку посмотри, а на правую руку посмотри. Когда ты играешь удар вверх, смотри сюда. У тебя почему-то вот так вытягивается палец. Он всегда должен быть вот в таком положении. Вот. Давай еще разочек. Раз, нет, на правую ручку смотри. Раз, и да, два, еще раз. Раз, и да, два, и... Горочка есть? Нет. Куда-то скатилась твоя горочка. Еще разочек крепко пошли. Раз, и да, два, и... Да. А теперь сначала, пожалуйста, вместе вторую строчку поехали. Раз, смело, два, и раз, и да, два. Вот видишь, путаешься, мой хороший, в направлении удара. Еще разочек. На правую руку смотри, смелее. Раз, и два, и раз, и да, молодец. И дальше раз, и смело, раз, и да, два, и... Пардон, ну нет. Тремоло? Тремоло играете же здесь, да? А-та-та-та. Первая вольта тремоло. И да, два, и... Ага, а теперь вот давай этой ноткой ля на тремоло поставим такую хорошую точку. Рам-та-та-там. Ударение небольшое сделаем. И еще раз первую вольту пошли. Раз, первую вольту. Раз, еще раз. Раз, и направление удара. Не путай. Раз, и да. Направление удара вниз, вниз, вверх. Пошли. Раз, и да, два. Ага, теперь без меня сыграй и без концертмейстера, пожалуйста. Первый вольт. Раз, и да, два, и да. Вот я заметила.
заметила, почему я попросила одной тебе сыграть, я заметила, ты начинаешь тремоло в некоторых местах снизу, когда движение, набрасываясь, то есть движение сверху. Та-та-та, посмотри на мою руку. Откуда движение сейчас пойдет? Сверху. Точечку ставь прямо этой ноткой ля. Давай еще раз. Раз и до, ми, фа, соль, ля. Заставь руку правую работать еще крепко прямо. Раз. Крепче, крепче. Раз и до, два. Молодец. Вот и звук появился. Не стесняйся, никого не стесняйся. А теперь, пожалуйста, вместе еще раз вторую строчку. Пошли. Вместе пошли. Раз и два. И громко. Раз и до, два. И раз. Смелее правая рука. Смелее, смелее. Раз и до, два. Молодец. Уже получше. Так, без второй вольты пошли вторую часть от репризы. 16-я нота. Пошли. Раз. Поехали. Пошли. Смелее, смелее, правая рука, заставляй работать. Молодец, заставляй смелее. Готовь пальцы всегда. Громче. Вот палец не дает тебе громче играть. Горочку сделай, поправляй пальчик. Молодец. А теперь вот смотри, сделаем вот так. И теперь послушай аккорды как. Посмелее порвем струны. Попробуем? Давай вместе порвем струны. Пошли вместе с концертмейстером. Веселее. Продолжай. Молодец, молодец. Это часть молодец. Вот видишь, как смело и совершенно по-другому зазвучало. Что я хочу сказать по поводу этой пьесы? Ну, во-первых, палец постоянно поправляет. То есть вот это вытянутый палец, он тебе не дает силы звука. Еще раз, как зовут, извини, Настенька. Силы звука нет. Значит, когда начинаешь заниматься, я некоторым своим ученикам говорю, вот вы играете упражнения, играете гаммы. Гаммы это, конечно же, нужно играть, потому что без гаммы, ну, тут не то, что нужно, мы обязаны это делать, потому что без гаммы мы никуда. Поиграла гаммы. Играешь все дома гаммы? Или к техзачету только готовимся. Играешь дома, поиграла гаммы. И обязательно нужно играть упражнения. Опять же, я своим ученикам, даже не ученикам, ученикам это одно, я родителям, когда начинаю говорить, знаете, как у всех бывают такие ситуации, у любого педагога, когда звонишь родителю и говоришь, ваш ребенок, допустим, мало занимается там, или пришел неподготовленный, а родитель говорит, да вы что, он сегодня, вчера и позавчера он играет, ну просто вот знаете, вот ноты отскакивают, все настолько идеально, мне так все нравится. Но, к сожалению, дети играют то, что нравится родителям многие, то есть не делают того, что задают педагоги. И я родителям говорю, на каждом уроке мы начинаем урок с игры гамм и с игры упражнений.
То есть вот в той последовательности, как проходит урок, в такой же последовательности должны проходить и занятия дома. В этой же последовательности я всегда записываю домашние задания. Я никогда не пишу там, допустим, как под яблонькой и пошло и поехало. А про гаммы ни слова. То есть начинается гаммы, упражнения и только потом произведение, работа над ними. В данном случае, процентное отношение времени по работе над пьесами и над гаммами с упражнениями всегда должно превалировать в пользу упражнений гамм. То есть 60% упражнения гаммы и 40% работа по времени со всем остальным. Что конкретно над этой пьесой? Я бы что порекомендовала? Взять за основу упражнений вот эту вторую часть, то есть от репризы 16-е ноты. Сейчас мы с тобой поиграем вот эти 16-е нотки в медленном темпе. Что мне не нравится, опять же? Не нравится организация пальцев в левой руке. То есть вот этот разброс пальчиков, он тебе никогда не даст мелкой техники, чтобы ты играла быстро и правильно. То есть пальцы всегда должны быть готовы. Смотри сюда, Настя, вот сюда. Пальцы должны быть готовы к игре. Когда они разбросаны в разные стороны, вот смотри, им нужно возвратиться с этого места, возвратиться на свое место. То есть, представляешь, сколько времени, да? А если пальцы будут у тебя все организованы вот здесь вот рядышком и готовы к игре, они у тебя всегда будут играть быстро, смело. Вот давай мы с тобой сыграем вот этот кусочек медленно. Посмотри, вот тебя сыграет, посмотри на мои пальцы, только вот на левую руку. У меня пальцы вот так, как у тебя, не разбрасываются в разные стороны, правда же? Они все собраны. Возьми за основу упражнения. Вот сейчас мы с тобой поиграем в медленном темпе и посмотрим не на правую сразу поставили правильно большой палец, а посмотрим на левую ручку и в медленном темпе. Смотри, играет второй палец у тебя, смотри. Что у тебя уже первый палец зачем-то поднят. У тебя после второго какой палец должен играть потом? Первый, правда же? Значит, у тебя вместе со вторым должен падать и первый палец на лад. Давай, попробуй. Ну, поехали, первую группу 16 нот. Нет, уже неправильно. Что я сказала? Вот эти два пальчика сразу раз и упали. А у тебя вот этот палец, а потом только этот падает. А ты должна два пальца поставить. Давай. Пошли медленно. Ре, ре, ре. Два пальца поставь? Нет, еще раз. Давай поиграем только вот это. Ре, фа, ре, фа. Смотри сюда, на мои пальчики. Посмотри на себя. Давай. Медленно, да? Смелым звуком. Пошли. Не стесняйся. Пошли крепко. Медленно. Ре, фа, ре, фа. Толкай так удар вверх. Вот он и толкается, потому что у тебя вот здесь цепкости нет. Давай еще раз. Расслабь ручку. Два пальца. Молодец. Молодец. Два пальчика у тебя сразу. Вот. Кусочек маленький отработали. Дальше пошли. Ре, фа, ми, ре. Ре, фа, ми, ре. Вот. Как распознать, знает ли ученик текст? Медленно заставь играть, и все, и начинаются проблемы, да? Медленно дома не играешь, Настен? Нет? Давай, пошли. Ре, пошли. Ре, фа, ми. Молодец. А теперь смотри дальше. Вот смотри. Дальше у тебя идет второй и четвертый палец. Вот второй пальчик поставила, и вместе с четвертым у тебя должен сыграть еще и третий палец. Не сыграть, вернее, стать. Угу. Давай попробуем. До, ми. Ничего, все хорошо. До, ми. Только вниз вверх. До, ми.
думать, что ты играешь, и пальцы у тебя слушаются. Давай, прямо это так сыграем. Медленно. Ре, 2 пальца встали. Ре, фа, ми, ре, до. 2 пальца встали. До, ми, ре, до. Умница. Дальше. Все хорошо. Си, 2 пальчика. Умница. Только я не понимаю направление удара твоего. Еще раз. Си, ре, до, си, ля, си, до, ля. И то же самое. 2 пальчика встали. Молодец. До, ми, ре, до. 2 пальчика встали. Молодец. Умница. Нет, теперь ля, соль, фа, ми. А теперь что у нас? 3-й палец играет. Вот смотри, встал 3-й палец. И эти что? Нет, стоп. И все 3 сразу на струну поставь, пожалуйста. Ля, ля. Ты попробуй, заставь их. Ты же хозяйка своих пальцев. Вот. Давай, все получается. Нет ничего невозможного. У меня, знаешь, какой девиз у детей в классе? Сказать? Нет такого слова «не могу». Нет слова, есть слово «не хочу». В жизни не существует слова «не могу». Всегда можно все сделать, если очень постараться. Давай. Ля, соль, фа, ми. Молодец. Нет, мы заканчиваем на ми. Еще раз. Нет, все 3 поставь. Расслабь тут руку, расслабь. Вот. Отработай каждым пальцем. Ля, ну, ля, соль. Поднимай. Ля, вниз, вниз. Соль. Поднимай 3-й палец еще раз. Ля. Все получится, у тебя все получается. Давай. Ля, соль, фа, ми. Ля, соль. Молодец. Фа, ми. Ты поняла принцип, да? То есть все пальчики, если играет 3-й, 1-й, 2-й, уже должны быть готовы, они должны встать на струну. Играет 2-й, 1-й палец вместе со 2-м, они должны дружить пальцы. Не вот так в разные стороны, смотри сюда. Смотри, 2-й встал вместе с 1-м, 3-й встал вместе с 1-м, со 2-м, 4-й, все вместе пальцы. И опять же это все идет от упражнений. Настя. Вот эти упражнения. Шрадика обязательно играть. Я вообще шрадика некоторым детям сильным даю уже с первого класса, но тоже по тому, как ребенок может справиться. Допустим, первые 2 упражнения, 5 упражнений, с некоторыми 10 играем, справляются и с 10 упражнениями. Это организация вот в первой позиции пальчиков, это обязательно, потому что вот видно, что вот этого не хватает. Она молодец, она понимает, причем дети молодцы, они все откликаются на то, что им говорят. Молодцы. Ну вот эти вот мелочи. А что ты мне еще хочешь сыграть? Сыграй что-нибудь еще. ЭКСС. Давайте ЭКСС. Сыграешь это? Только смело сыграй, хорошо? Мы по времени не выходим с времени? А, выходим уже, да? Да? Ну тогда, может, и не надо. Или давайте, да, следующий. Давай, моя хорошая, ты умница. Все поняла, что делать? Больше играй упражнений. Вот этот кусок, вот этот, Настенька, вот эти, да, молодец. Вот этот кусок возьми за упражнение дома, хорошо? Организация пальцев, хорошо? Глазик где должен быть? На меня смотреть или вон туда? Вот он глаз твой, вот он глаз. Он должен вот туда смотреть. Вот, как твои глазки, молодец. Все понимаешь? Все, умничка, беги. Не буду больше тебя мучить. Беги, совершенствуй свою игру, у тебя все будет хорошо. Я желаю встретиться с тобой на конкурсе, поняла? Так. Давай. Это еще 3 дамристки осталось, да? Еще 3, давай. Ты еще гитариста нет, да? Ну, по одному произведению там.
Ну давайте, ага. Саяна Набурова. Что? А. Так, Вот наверное, по Саяне сразу видно, девочка сильная, да, наверное, такая, смелая. Как только зашел ребенок на сцену, сразу видно, сел какой, смелость тут же. У нас спортсменка. Да? Молодец. Так, Зайка, ты у меня в каком классе? Третьем. Вот как села, прямо все идеально. Что играть-то будешь, рассказывай? Сенсация будешь? Молодец. Ну-ка, давай. С удовольствием послушаю. музыкальный ребенок, просто из всех детей, да, вот, наверное, самая музыкальная девочка. Те, может быть, еще маленькие в силу своего возраста, но все равно, если ребенок музыкальный, он сразу видно, правда же? И вот эта пьеса тебе, она сложная пьеса, но ты с ней справилась, в принципе. Но вот по мне, конечно, работы еще много. Знаешь, какая здесь работа? Тут даже не с левой рукой, ну и с левой, конечно, рукой работа есть, но тут больше работа с правой рукой, то есть с рукой звукоизвлечения. Здесь маленько я бы, знаете что, если времени нету, можно будет потом в классе по фразам, по предложениям, чтобы тембрально звучало, чтобы меньше было перехода с одной струны на другую, хотя у нее, это твой инструмент? Хотя у нее инструмент идеально строит, то есть незаметно, но все равно тембр перехода с толстой струны на более тонкую струну все равно ощутим. И желательно фразы и предложения выстраивать тембрально, чтобы они были удобны в исполнении и
на слух ложились на одной струне, по возможности. Какие-то исключения, конечно, бывают, когда невозможно перейти. И еще один момент по поводу пауз. Все-таки я бы, например, те паузы, которые здесь прописаны, может быть, их сократила, эти паузы. То есть у нее получается разорванные длинные предложения. То есть вот эта длинная мысль за счет пауз разорвана. Может быть, паузу чуть-чуть сократить, сделать подлиннее предыдущую ноту, буквально дыхание, на паузе буквально дыхание, потому что продолжение идет у аккомпаниатора, все вот это вот волной идет. И буквально вот это движение вдоха и достаточно для того, чтобы перейти к следующему предложению. Вот. Ну это вот, я думаю, что... Вот знаешь, еще, я своим ребятишкам на уроках, когда они играют подобные пьесы, вот ты же выходишь на сцену, я думаю, что выходишь на сцену, и вот с этим тоже произведение. Ты такая красивая, так хорошо играешь, такая девочка приятная. Когда выходишь на сцену, ты играешь для себя и для зрителя, правда же? А вот когда ты дома играешь, постарайся поработать вот таким образом. Вот смотри, я своим детям говорю. Ну, я на память, конечно, не знаю. Вот даже здесь, когда вот вы играете, вот она первая, да? Первый кусочек уже куда ты переходишь? Здесь? Да? Или переходишь сюда? Сыграй, пожалуйста, вот первый кусок туда. Стоп. Значит, смотри, вот этот момент. Вот даже вот эти две нотки. Вот, знаешь, что я тебе сейчас хочу сказать? Такую небольшую мелочь. Вот любое произведение, какое бы ты ни играла, тем более ты 3-й год учишься, не может быть такого, чтобы ты взяла, выучила пьесу и было бы все идеально. В любом произведении есть какие-то моменты, которые тебе педагог говорит, что нужно отработать здесь, нужно переучить здесь, нужно послушать здесь, потрудиться здесь. То есть не во всем произведении, скажем так, да, надо работать над каждой нотой. Хотя вот когда я училась в свое время, мне педагог всегда говорил, ты должна вылизывать каждую ноту. Вылизывать это настолько правильно сыграть, услышать ушами, правильно сыграть, вылизывать каждую ноту, чтобы она правильно прозвучала. Пример нашего организма. Вот, ну я не буду говорить ты, допустим, я заболела, да, ты на себя переведи. Я заболела, и у меня болит, нос не дышит. Я же не буду лечить ноги, правда же? И не буду лечить руки, я буду лечить что? Нос. Вот так же у нас в любом произведении. Любое произведение – это наше, ну скажем так, тело. Болит у тебя какой-то один кусочек, да, то есть какой-то кусочек, который нужно вылечить. Это я привожу пример своим детям, ученикам, чтобы было более понятно. И вот это место нужно лечить. И, как правило, вот такие места преподаватель обводит вам отдельно, да, в тексте, то есть отработать вот это место. И вот это место нужно обязательно лечить. Не играть сначала до конца, а лечить то, что у тебя болит. Вылечила, потом все соединяешь, все это уже приводишь в общее исполнение произведения. Вот. И здесь, почему я начала с этого? Вот две ноты, которые нужно, ты их играешь неплохо, но я бы их еще подлизала маленько. Небольшое даже как апартаменто бы сделала. Здесь очень важно, чтобы у тебя ручка была свободная. Вот. Вот. Небольшое. Подзадержись на первой ноте, не спеши. Да. Вот. Сыграй, пожалуйста, с самого начала.
да? Отработать. И вот здесь вот тоже, смотри, допустим, цыган, давай вот эту прямо отсюда фразочку. Что я хотела сказать по поводу вот этой фразы. Смотри, вот начнешь отсюда и подержи чуть-чуть подольше нотку си. Хотя бы вот эту четверть еще плюс продержи. Чтобы она чуть подольше была нотка си. Попробуем. Будьте добры, пожалуйста, вторая строчка со второго, так, вторую фразу пошли. Пошли. Раз, пошли вместе. Вот, допустим, эта нота, где мы сейчас остановились, последующая нота должна начинаться абсолютно таким же звуком. Вот ты остановилась, и такой же силой. И держи. И таким же звуком. Дослушать твою ноту, пусть она улетит туда, нотка. Дослушала и все. И знаешь еще, что я хотела тебе по поводу, хотела изначально сказать, но так как я текста наизусть не знаю, что я говорю детям, когда играют подобные произведения? Глаза закрывай и поглощайся сама в себя, и играй музыку, которую твоя душа чувствует и требует. Закрой глазки. Начало буквально начните, пожалуйста. Закрой глазки. И вот никогда не стесняйся тех эмоций, которые у тебя идут из души. Никогда. Вот все, что ты чувствуешь, выплесни и глазами, и мимикой. Все выплесни туда, на слушателя. Хорошо? Да.
помогает. По крайней мере, ты не отвлекаешься ни на что, погружаешься в свою игру, не отвлекаешься ни на какие звуки, ни на какие движения, ни на что. Чувствуешь, играй всегда душой. Не инструмент должен играть, душа должна играть в тебя. Все, моя зайка, молодец, умница. Дальше. Спасибо. Здравствуйте. Привет. Следующая у нас Махарова Самана. Я не представила нашего любимого концертмейстера Татьяна Николаевна Шевченко. Очень приятно, Татьяна. А я еще хотела спросить, как же концертмейстера это звать? Мы из графика выбиваемся, нет? А, да. Сколько еще осталось? 4, 3. Еще двое. А гитарист еще? Да. А, вот гитарист, да? Ага. Нет, там мальчик. Мальчик там. Давайте. Мальчики и девочки. А, кроме вот этой еще двое, да? Да, старшая девочка осталась. Как звать тебя? Махарова Самана. Самана? Самара. Очень красивое имя. Редкая. Стали, наверное, да? Юриста не Я делали? нет, нет. А что я устала? В 8 также сажусь и в 8 встаю. Сердце же мы играем, да? Так, моя зайка, сколько тебе лет? В каком ты классе учишься? Рассказывай мне. 10 лет, в 3 классе. Ну, я думала, ты взрослее. Ну, давай. Выдай-ка нам, что играть будем? Скерцы. Кроме как молодец, ничего сказать не могу. Вот тоже играет, сидит вместе. Молодцы, девчонки. И Ну, это музыкальные. какая-то. Достаточно. Ну, 9-10 лет дети вообще просто во. Молодцы. Так, вот смотри, у тебя скетса разделено на две части, да? Первая часть такая техничная, вторая часть более мелодичная, скажем, да? Давай сделаем так, чтобы у тебя вот эта техничная часть, она и в глазах показывала технику, глазки тоже технику. Глазками тоже показывает. А потом, когда началась медленная часть, уже глаза по-другому должны смотреть. Давай попробуем. Давай. И первую часть хотелось бы, чтобы она посмелее, посвежее, так знаешь, поострее все выглядело. Тем более вот у тебя первая нота уже дает характер твоему произведению. Что над первой нотой стоит? Ну давай, не будем вспоминать, что стоит, а как надо играть. Да, это акцент, конечно, вот и выдели. Давай, прямо с первой нотки и прямо покажи глазками своими. Ну, пошли. Нет, нету акцента, ярче. Смело пошли. Громче сюда. Молодец. Ну вот можешь, значит, и играй. Вот видишь, совершенно по-другому зазвучало. Чуть посмелее, чуть прибавили темп, и все. И тут же яркость. Ну и поехали дальше.
Пошли. А тут темповое изменение есть в этой части? Нет. Сами. Дальше не надо по себе. Так, ну видишь, да, преподаватель какой кудесник. Прибавляет нотки, украшает мелодию, которую написал композитор. Молодец. Давай еще разочек. Вот даже не разочек без Татьяны Александровны, да? Николаевны, извините. Без Татьяны Николаевны сыграем вот те ноточки, которые тебе преподаватель прибавила. Ну-ка, сыграй мне вот только вот эти двойные нотки. Знаете, прям как из кожи вылазишь. Есть, сыграй там. Не разбрызгивай так рукой. Нет, минимизируй правой рукой. Понимаешь, что амплитуда движения не должна быть вот такая. На правую руку. Ну, ты знаешь этот кусочек, знаешь? Не выделяй ноту фа. Вот ты знаешь этот кусок, посмотри на правую руку. Здесь ты все знаешь, как играть. Смотри на правую ручку. Конечно, вот и все. Зачем ты акцент делаешь? Зачем ты акцентируешь? А зачем ты первый палец поднимаешь? Тебе же возвращаться, ведь сюда у тебя идет нота ми, и потом в ноту ми возвращаешься. Ми, фа, ми. Сыграй еще раз. Вот и все. На правую руку в этом месте смотри. Ты начинаешь вот движения широкие делать. Наоборот, минимизируй. Поиграй. Шлепание правой рукой медиатором. То же самое здесь. Где-то еще у тебя тройные здесь. Давай вот отсюда и дальше сыграй одну. Не очень поняла. Еще раз, пожалуйста. Здесь же у нас идет повтор, это реприза, правильно? Сюда уходит. Вот сыграй, вот третий палец поставь на фа диез, и второй пальчик у тебя будет на нотку си, вот в этой терции. Сыграй вот отсюда. Нет. Ты четвертым, что ли, изначально играешь здесь? И второй палец. Просто пододвинешь, у тебя фа диез и соль одним пальцем пойдет. Давай еще разочек отсюда. Нет, не первый боль туда. Третий палец туда. Поняла? Вот здесь аппликатуру маленько поменяйте, и вам будет
еще разочек, будьте добры вместе с Татьяной Николаевной. Вот на тремоло часть вторая. Пятая цифра, да, получается? Что у вас тут 5? Поехали. Будьте добры, шестую цифру. Не надо так мельтешить здесь и выталкивать ноту фа. 6, поехали. Переделай аппликатуру, и вот здесь не выталкивай нотку фа. И повеселее играй, глазки должны гореть, а потом маленечко так вот. Ослабила темп, и вот эту тремолирующую часть, и в глазах должно быть нарисовано. То же самое, что ты играешь, поняла? Угу. И потом опять раз, и возвратилась к яркому темпу. Все, молодец. А? Что? Шутку сувенир шарового. В этом? Ага, давайте. А стучки есть? Давайте вот этот стучок. Вы можете пересесть сюда? Не, да, я вот пересяду, садись. Такие девчонки хорошие, музыкальные вообще. Третьей не хватает. Третья с первой смены. А где третья? С первой смены. Сергеевна, уберите пульт. Будьте смелыми всегда в игре. Не стесняйтесь никого. Молодцы, девчонки. Знаете, что не хватает у вас? Во-первых, сыгранности. Прямо свежие чувствуется. произведения. Да. Сыгранности нет. В медленном темпе играйте вместе, чтобы вы слышали друг друга. Что такое ансамбль? Вы играете ансамблем. Что такое ансамбль? Вот в переводе ансамбль, что он обозначает?
Трио это тоже, в принципе, ансамбль. Да ты умница. Ансамбль в переводе это вместе. Вот у вас, что вы дуэтом, что вы трио, что, хоть каким составом вы играете, вы должны играть как единое целое. Вы должны дышать одной нотой все. Понимаете? Вы все единое целое должны создавать. А у вас все равно во многих местах вы еще пытаетесь, произведение сырое, каждый пытается сыграть свое. Вы не слушаете друг друга. Потом вы играете любое произведение, хоть вы сольно играете, хоть вы в дуэте играете ансамблем, да, хоть в оркестре вы когда-то садитесь. Любое произведение должно выражаться характером, который вы выдаете в зал. То есть как называется произведение ваше? Шутка, правильно? Так вы и глазками должны, девчонки, шутить. Вот в конце настолько красивые девчонки, обаятельные, улыбнулись, и все, и другое совершенно отношение к вам будет, публике. Вот когда вы выступаете на конкурсе, на любом, да, если где-то какая-то фальшивая нотка, она не так будет заметна. Ну, конечно, много фальшивых нот это плохо, но любая фальшивая нотка всегда сгладится, если у вас на лице будет нарисован характер произведения, которое вы играете. Вы должны общаться друг с другом, ансамбль, вы должны видеть друг друга глазами, чувствовать, должны полувзглядом, вот знаете, вот так, боковым зрением вы должны чувствовать движение рук сидящего рядом с вами исполнителя. Понимаете? А это все приходит со временем, то есть больше занимаетесь, больше играете, больше слушаете друг друга, в медленном темпе много играете. Сначала нужно все выучить медленно. Медленно, правильно выученное произведение, оно всегда даст толчок вам для того, чтобы двигать тело. Но и шутка должна, еще раз повторяю, в глазах. Вот вы выходите на сцену, ведь мы же не только ушами слышим то, что вы играете, то есть мы еще и глазками, каждый слушатель смотрит на вас глазами. Если вы вышли, как два бревнышка сидите, вы уже не интересны публике. Как только улыбнулись, вышли, и все, и публика уже заинтересовалась вашей игрой, и любая фальшивая нота, она всегда сгладится вашим обаянием. Понятно? Вот это всегда имейте в виду. Всегда характер передавайте зрителю. Хорошо? А так вы молодцы. Я завидую таким детям. Мне бы их... Увозите с собой. Таких детей хочу. Молодцы, девчонки. Кто еще? Гитарист остался, да? Ага, все. Гитарист, девочка. Балаганская, да? Да? А, еще и дамристская девочка, да? Да, старшая самая. Подзатянули маленько, да? С кем сейчас? С дамристом или с гитаристом? Со мной поработайте. Давай. Ну, когда приехали? Я один знакомить. Сколько лет занимаешься? Сколько тебе лет? 12 лет? Сколько лет занимаешься на гитаре? Да, Во втором классе, да? А что поздно пришел в музыкальную школу? не знаю. Маленько упустил время. Ну ничего. Он в прошлом году пришел, да, к нам? Ага. В прошлом. Зато у таких взрослых детей быстрее все получается. Так, что ты мне хочешь? Мне нот ничего нету? Что это? Прелюдию. А? Прелюдия Иванова-Крамского. А Обработка. Можно посмотреть, какая? Обработка. Людвиг тоже. Мгм. Да. А пусть Ну, куда давай.
класса тоже достаточно такое достойное произведение, скажем так. Значит, давай поговорим о нашем инструменте, о том инструменте, на котором ты играешь. Значит, у нас, значит, смотри, вот предыдущие девочки играли на каких инструментах? На домрах. Домра – это солирующий инструмент. А аккомпанирует на домре всегда, ну, не всегда, но в нашем случае концертмейстер, пианист, правильно же, да? Домра – это солирующий инструмент. А вот гитара какой инструмент, знаешь? Гитара – солирующий, аккомпанирующий инструмент. То есть ты играешь соло и тут же сам себе аккомпанируешь. Понимаешь, что такое аккомпанемент? Знаешь, что такое аккомпанемент? Аккомпанемент – это украшение твоей мелодии, которую ты играешь. Вот давай посмотрим текст и скажи мне, пожалуйста, где идет линия мелодии в этой пьесе? Линия мелодии? Мелодическая линия. Покажи мне, можешь просто пальцем показать, где идет мелодическая линия. Да, так, мелодическая и где аккомпанирующая партия. То есть линия мелодии, где партия аккомпанемента. Как на твой взгляд? Думаю. Ну, как думаешь, так и скажи. Вот. Что вот? Ну, давай сначала, давай. Сначала давай покажи. С самого начала произведения. Ну вот произведение уже отсюда начинается, да? Но вот где мелодия идет у тебя? Это же сами мелодии. Нет, неправильно. Мелодия у тебя идет то, что ты играешь пульгаром. Вот она мелодия идет. И вот когда ты любое произведение разбираешь на своем инструменте, солирующий, аккомпанирующий, ты в первую очередь должен слышать и проиграть мелодию, которую ты будешь показывать слушателю. А аккомпанемент, как я тебе уже сказала, это украшение твоей мелодии. Украшает у тебя что? Украшает у тебя как раз аккорды. То есть ты начинаешь... Вот она мелодия у тебя идет. Ты должен слушателю именно вот эту мелодическую линию показать, а все остальное ты должен украсить вот эту мелодию. Вот попробуй в медленном темпе, и не надо так быстро играть. Эта пьеса вообще играется более спокойно. Быстрого темпа такого здесь не нужно. Давай буквально кусочек возьми и попробуй вот эти аккорды чуть-чуть прибери. Не вот так вот их молоти, не, я тебе показываю, не бойся. Не вот так вот их, а вот так. Там-пам-пам. Там-пам. То есть индики, аннуляр и медиа у тебя должны пальцы более мягко играть. Понятно, да? Попробуй. Достаточно. Теперь смотри. Чтобы была глубина звучания каждой ноты в мелодии, ты должен глубоко и в правой руке пульгаром играть. На правую руку смотри, на правую. Вот она, моя правая рука. На правую только. Что ты делаешь? Если у тебя две ноты сыграны на апояндо, то эту зачем-то ты так щипаешь. Зачем ты ее так щипаешь? Также опусти палец. Попробуй. Вот буквально первый кусочек. И не спеши. На правую руку смотри. Медленно пошли. И опять же, нет позиции. В позицию поставь пальчики. Позиция, смотри, Артем, позиция — это 3 пальца стоят на 3 струнах. Аннуляр на первой, медио на второй, индики на 3-й струне. Вот у тебя позиция. У тебя потом в позиции этот же аккорд идет. Да ведь? А у тебя пальцы вот куда-то вот сюда сдвинулись. Ну, поехали. А теперь послушай, как ты сыграл. Красиво? А как надо? Красиво? То есть, если аккорд, значит, надо так рвать. Послушай. Попробуй. Мягче аккорды. Да. А пульгаром, знаешь палец, как называется большой? Вот, пульгаром более крепко сыграй. Попробуй.
аккорды, помни, что аккорды это аккомпанемент, это украшение. Не вытаскивай их звуком, поспокойнее аккорды. Еще разочек давай. Все хорошо, только аккорды чуть-чуть прибери. И на пульгар смотри. Медленно. Не спеши. Ну и дальше продолжай. Да ты не спеши, ты медленно играй, не надо торопиться. Ты послушай линию мелодии. Я еще раз говорю, что очень важно в этом произведении мелодию показать слушателю и украсить ее аккордиками. Не спеши, давай медленно, у тебя все получится. Давай, давай, медленно пошли. Уже получше, молодец. Мягче аккорды. Мягче аккорды убирай. Не спеши. Ты вообще не считаешь? Давай-ка от нотки си. Раз, и два, и три, и раз. Давай прямо от ноты си вот отсюда. Раз, и два, и три, и раз, и два, три, и раз. И мягче аккорды, мягче, Артем. И раз, и два, и три, и раз, и два, и три. И ритмически неправильно играешь. Раз, и считать надо. Давай, кнопки си. Раз, Что я вам посоветую здесь, так как времени нет? Проиграйте, пусть он поиграет мелодическую линию, то есть линию мелодии, которая у вас идет пульгаром. И обязательно посчитает, он ритмически неправильно переигрывает в некоторых местах доли. А потом объясните вот именно аккомпанирующие аккорды, что они должны более мягко звучать. Они не должны звучать громче самой мелодии, хорошо? Понял, Артем? Ну так молодец, только вот над этим поработай, пожалуйста, ладно? Все. Просто выучили наизусть. И вы знаете, вот в нашем, да не только в нашем случае, всегда заставляйте детей петь. Вот он играет ноты, и ноты пусть поет. Ты музыкант, ты должен петь. Если ты не можешь спеть мелодию, значит ты ее неправильно сыграешь. Пой, никого не стесняйся. Обычно, особенно мальчишки, как я буду петь? Да молча, открывай рот и пой, прямо по нотам. Вы же на сольфеджио поете? Ну вот, по нотам поете. Также вот здесь. Выбрал линию мелодии себе, подчеркни ее и пой. Соль, фа, ми, ре, до, си, соль, ми, до, соль, ми, си. Вот эту линию мелодию и вперед из песни. И ты поймешь, что у тебя совершенно по-другому мелодия будет звучать. Ты будешь играть по-другому. Понял, Артем? Ну, а так молодец. Совершенствуй себя. Все хорошо, умница. Ну, последнее, да? Выбились из графика. Артем, возьми, пожалуйста. Каждый день занимаешься дома? Артем? Почти. Молодец. Самая взрослая, садись. Лаганская Софья. Софья? Да. 7 класс. Та-дам! Хорошо, хоть что книги нарисованы, да? Ох, Федоров, понаписал всяких интересных вещей, да? Да. Ты когда-нибудь слышала Сергея Федорова, как в ансамбле играет с форсанго, нет? Но вообще я своим ученикам всегда советую сейчас такой простор у вас в интернете, открывайте, смотрите, слушайте, даже просто когда берете любое произведение, да, послушайте в оригинале, как оно звучит. Сейчас все есть в интернете. Послушайте один вариант, другой вариант, третий вариант. Ну и, конечно, свою изюминку в каждое произведение вносите.
Ну, мне очень нравится этот композитор. Такой всегда доступные тексты, очень удобные тексты, мелодичные, интересные. Молодец он. Я своим ученикам иногда говорю: поступайте к Федорову. Он настолько располагает к себе. Вообще молодец, конечно, этот Сергей. Ну, давайте послушаем вас. Слышала, про что я говорила, да? Нет? Вот. В данном случае тебе нужно какие места, как ты думаешь, даже начало взять? Все хорошо. Где я играю снизу? Ну вот уже. То есть у тебя артикуляции нет. Что такое артикуляция? Проговаривание каждой ноты, четкое проговаривание каждой ноты. Не выжевывание, та-та-та-та-та. Каждая нота должна быть проговорена. Где вот это место? Та-та-та, та-та-та-та. Сыграй вот этот кусочек одна. Не спеши, медленно сыграй. Ну вот уже четвертого пальца нет, да? Ра-т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 а. Ну, вот такие места, конечно, нужно играть. Вот у тебя. Сыграй пунктиром. Пунктиром сыграй. Медленно. Вот медленно, только вот этот кусочек. Только эту группу сыграй. Ударение делай на удар вниз. А ты играешь, когда технические зачеты сдаете, играете комплекс ритмических, допустим, гамм, и куда входит пунктир? Играете? Играете такое? Нет? Нет? Или наоборот? Ну вот, тоже вот посоветую. То есть пунктир длинный, короткий, и также короткий. И так далее. И то же самое, вот все места у тебя технические, которые не получаются, начинай играть в медленном темпе, крепкими пальцами. Та-та-та-та-та. Проговаривай каждым, какой палец не работает. 4-й, 3-й. А какой у нас самый слабый палец из 4? Вот это заблуждение. 3-й палец самый слабый. Конечно. Вот сыграй, пожалуйста, 4-й, 3-й. Та-та-та. Медленно сыграй свой. Там-та-там-та-там. Мы, в принципе, можем
в класс пойти продолжить, если мы занимаем? Нет, Нет? у нас Нормально всё, свободно. да? Вот, медленно. Там, та-там. И каждым пальцем отработай, проговори. Та-там, та-там, пам. Вот видишь, у тебя третий палец, когда становится на ноту соли, он у тебя уже проваливается. Четкости нет. Да, а теперь наоборот пунктир попробуй. Та-там, 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 та-там. Еще. Та-там, 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 та. То есть посмотрела, над каким кусочком надо работать, и уже в текст не смотри. Смотри на пальцы, заставляй их работать крепко, до боли. Что такое рабочий палец? Это когда он работает и больно ему. Вот, отработать. Та-там, та-там, там, пам. Не просто так, поверхностно. Работай каждым пальцем. Попробуй. Вот, еще. Раз 20 отыграла пунктиром, длинный, короткий. Потом та-там, 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 там, там. Потом наоборот пунктир. Угу. Так, а можно еще раз с самого начала и еще одно замечание по поводу акцентов. Нету акцентов этих. Вот она, острота. Вот как раз на нотку ми он прямо просится. Вот она, это острота, и характер тут же украинскому танцу придает. Можно с самого начала вместе и чуть поспокойнее. Нет акцента. А почему ты третьим пальцем играешь, а не четвертым? Давай еще раз. Сонечка, ты даже с собой должна показать. Даже головкой подчеркни эту нотку ми. Со счетом, все эти паузы должна выдерживать. Поехали вместе, в 2 раза медленнее, прямо вторая страница. Пошли. Третий, да? С аккордом? Нет, сначала строчка, прям вторая страница, сначала строчка. Угу. С самого начала вторая страничка. Неспроста нарисовала вот эти ноточки. Для чего? Да. Чтобы что? Показывала. Ну, потому что это вот мелодическая линия как раз идет. Вот опять возвращаюсь к мальчику, к Артему, которому мы сейчас играли. Значит, мелодия, вот она идет. А вот эти ноточки, они аккомпанируют вот этим верхним нотам. Ля, соль, фа, соль, ля, соль. Вот они, главные нотки. А вот это чуть прибирай. Медленно сыграй, пожалуйста, одна. Нет, у тебя их нету. Подчеркни больше. Давай, не ускоряй. Вот, уже получше. Да. И куда ведется у тебя, ведешь предложение, мелодию куда? Здесь обязательно брать дыхание. Давайте еще разочек, вторую строчку прямо вместе. Дальше пошли. А почему вы так убираете здесь темп? Модератор.
Мгм. Сильно, Вот, да? чуть-чуть, да, сильно убираете. Ну, поехали дальше. Раз, и, два, и. Два, и. А почему флажелет? Прости. Извините, но я что-то по темпам не поняла здесь. После вот этой части у вас идет, куда-то вы срываетесь. Давайте посчитаем. Можно, Татьяна Николаевна, знаете, давайте прям последнюю строчку второй странички. Мгм. И посчитаем вот это место. Пошли. Раз, и, два. Раз, и, два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и... А какие вы дырки тут делаете, девушки мои? Мгм. Так, раз, два, три. Четвертый такт прямо от раз. И... Четвертый такт пошли. Раз, вот отсюда прямо, раз и говори. Раз, и... Нет, раз, и... Раз, и... Раз, и два, и раз. Сонечка, вот отсюда, поняла? Поехали. Раз, и... Да почему? Это ж четверть у тебя, еще раз. Раз, и два, и раз. Будьте добры, пожалуйста, третья строчка, второй такт. Поехали. Второй такт, третья строчка. Со второго такта, Соня, ага. Пошли. Раз. Не понимаю я вашего счета, девушки, здесь. Давайте поспокойнее. Поехали. С этого же такта поспокойнее. Пошли. Раз, два. Понял? Пошли. Хотелось бы, чтобы было так, как писал композитор Сергей Федоров. Ну, вы срывы показывали, как играть, еще не дошли до этого? Показывала, по-моему. Ну, у нас не получилось, поэтому не Да? знаю. Ну, в принципе, это допускается. Ну, я думаю, что флажелет это надо, конечно. Ага. Флажелеты мы сделали. Флажелетики сделайте. Ну, давайте последнюю страницу. Последняя? Нет, предпоследняя. Ну, дальше 16-я нота, пошли. Здесь веди, вот у тебя. Куда идешь? Звуком. Вот, пошли. Начинай с того звука, с такого звука, чтобы ты могла прибавить и здесь просто выдать на гора. Поехали. Покажи. Выдавай на гора все, что можешь. Силу прилагай. Значит, что? Акценты, Сонь, обязательные вот эти акценты, синкопированные такты, пунктиром короткая, длинная, длинная, короткая, все места прямо обведите на уроке, которые у нее захлебываются, вот этой четкой артикуляции нету.
Ну и в быстром темпе, опять же, сначала доработай все мелочи устрани, которые нужно сыграть правильно, а потом уже подбери. Хорошо, что играй все смело. Пьеса такая моторная, смелая, задорная, танец. Украинский. Ничего, мы любим украинскую музыку. Молодец, Сонечка. А какие кантилены ты играешь? Вокалист Рахманинова. Вокалист Рахманинова. Это не она? Мы, кстати, по-моему, вокалист Рахманинова с сандалами. Это Саяна играла? играла. Саяна играла. Ладно, спасибо вам огромное. Хорошие дети у вас, молодцы. Спасибо Молодцы, вам. реально хорошие Так, ребятишки, давайте перед тем, конечно. как мы сфотографируемся, поблагодарим Нелли Викторовну, которая приехала к нам с далекого края, да, Мирзинского района. Да. На самом деле, вот я очень люблю мастер-классы, да, и знаете, вот я всегда отмечаю, конечно, и сегодня в том числе, если первый мастер-класс этого года, да, проблемы везде одинаковые все равно. Вот. Как и у нас, у пианистов, у вас, у дамбристов, пойдешь к виолончелистам, все надо учить медленно, добиваться хорошего качества, все это контролировать слухом, да, дружить с ритмом, это вот те же руки, да, которыми мы должны, руки должны нам помогать, а не мешать нам играть, правильно? Вы, как вы сегодня сказали. Видите, проблемы везде одни. Просто немножко специфика разная у Только всех. хотела эту Да. фразу произнести. Просто немножко вот в этом мы отличаемся, конечно. Как мужчина и женщина, как дети и взрослые. Все чем-то отличаемся. Нелли Викторовна, мы вас благодарим от имени нашей школы. Да, благодарственное вам письмо. Да, я надеюсь, что это не последняя наша встреча в стенах нашей школы. Вот имеется видите в виду. как, если бы не летал самолет раз в неделю, не состоялась бы наша сегодняшняя Да. встреча, я бы уже дома была бы. Конечно. Вот видите, как Вот удачно все. нам очень крупно повезло. Ну, если бы сегодня не вот такие морозы, да, конечно, народу было много, из Хатасов хотели приехать, и откуда-то еще, да? Смотрите, как хорошо мы начали год педагога и не ставьте. Да, вот не говорите, да. Да. Действительно, Да. вот у вас очень... Вот я всегда думал, как бы вот оказались... Сфотографируйте меня, Нелли Викторовна, как мы стоим, общаемся, да? Дайте Что, хотя когда бы вы смогли причешусь. побывать у нас в школе, да, и вот с Нерегринцевым мы дружим, с Мирным, ну вообще в последние годы, просто друзья, да, и Надо наши расширять семинары. географию. Вот Конечно. вы расширяете географию, на Красноярск вышли? Да. Вообще прекрасно. Нас тоже подключайте к этому выходу, Обязательно. пожалуйста. У нас с Красноярском, кстати, концерт в это воскресенье же, да? Ну, не знаю. Ну, они говорят, надо проводить во что бы то ни стало, потому что ну, мы уже много раз переняли. В тот раз был что, грипп или что-то, да? Да, Сначала Карантин у нас был. карантин был. Сначала Потом у нас, них потом холода, у них карантин и был. карантин был. Потом сейчас у нас морозы. И вот Там чему тоже как- морозы, кстати. Еще, знаете, Сергей Иннокентьевич, Да. я хотела что сказать. Вот у нас две конференции, да, вот Да. 2 семинара прошло вместе. Вот уже на втором семинаре ставили вопрос, что нужно все-таки по секциям проводить. Это хорошо, конечно, когда все вместе, Да. но по секциям более такое тесное понимание друг друга, да, вот именно какие-то чисто профессиональные моменты, которые мы можем перенять друг у друга. Потому что, понимаете, методика обучения, не мне вам рассказывать, у всех разная. У меня одно, кто-то какую-то свою волну новую впишет в наши Конечно. семинары. То есть вот когда мы тесным кругом, оно более эффективно будет проходить для нас, для музыкантов. Ну да, конечно, безусловно. Будем думать. Кстати, ближайший наш семинар 3 февраля. Наши вроде готовятся, да? Готовится. Инга Викторовна мне писала уже в Да, новогодние да, да, выходные. да, да. Я говорю, что уже надо готовиться, видимо. Нелли Викторовна, также вам сертификат распространения вашего опыта, Спасибо. большого, богатого. Спасибо. Да, мы действительно в этом нуждаемся, мы люди открытые, да, я всегда вот коллегам говорю, надо брать все, что вот можно, да, Всё самое вот надо лучшее. выдавать, как вы сказали, на гора? На гора выдавать по максимуму. Да, конечно, будем работать, они очень хорошие, послушные, очень Хорошие дети, большой хорошие. потенциал у них, да. У хороших детей всегда хорошие педагоги. Да, молодцы педагоги. Все-таки И всегда я говорю, если педагог хочет, если педагог горит, то Конечно, результат будет конечно. безусловно и не заставит себя Конечно. ждать, правильно? Вот А какая обаятельная у вас Екатерина А, Сергеевна, так, это наша какая красавица. умница. И какой опытный у вас Демьян Виктор, да, и Дмитриевич. взрослый. Молодцы. Подпишите. А дети какие изумительные. Прям Да. вообще. И вам Я- прекрасная шоколадка Спасибо от большое. нашей школы, чтобы у вас Ага. было все хорошо. Подсластить жизнь. Да. Спасибо большое.